начинаешь проверять историю, эти люди ничего не делали и никогда, в принципе, не воевали как таковой. Разговаривать за чашечкой чая можно хоть целую вечность, но это не является историей. Это является лишь очередными нарнийскими выдумками и сказками. Очень большинство людей сегодня введено в заблуждение и валикум салам. И, конечно же, в обман, в который сами того не осознавая, они буквально год, полтора, два тому назад год-полтора тому назад сами противоречат себе, рассказывая те или иные исторические аспекты своего субэтноса или же этноса. Мне одному кажется, что ингушам стоит состояться как народ, надо именно оппонировать. С другими это просто-напросто не проходит. Я бы так думаю, Берсгилаев. С другими не проходит, да и смысл какой. Другие не будут общаться на эту тему. Но с кем ты поспоришь? С кем вообще идут дебаты и споры? Где ты видел, чтобы были в алейкум салам, были конкретные споры? Поэтому, если бы были видны, нет. А тут разница лишь в том, это как говорится, комплекс неполноценности, может быть, или комплекс младшего брата. Так его по-разному называют, каждый по-разному. Ассаламу алейкум, башлам всем, кто в эфире. Ва алейкум салам, рахматуллахи баракат. Шибзухова, повестка мне пришла с почты. Надо в понедельник заехать. Заказное письмо, там бандероль или как оно называется. С Нальчика пришло. Поэтому в понедельник, наверное, я заберу то, что ты прислала. Дело не в том, что не приходит. Дело в том, что хотят, как отслоившийся быть, а так наоборот. Не хватает. Да, может быть. В армию, к сожалению, нет. Про стокгольмский синдром слышал. Не слышал, а я знаю, что это такое. Башла, меня удивил твой пост про то, как на ингушском канале не сказали про чеченцев. А в чем именно удивил? Я до этого дня мне в прямом эфире задавали вопросы, и когда некоторые говорили, что они делают такое, убирают уже из общей истории слово о нашем народе, о общей трагедии, никто не верил. Говорил, что это неправда, что на самом деле это не было так. Но стоило появиться официальным, прошу заметить, государственный телеканал заявляет в новостях такое, и сравнение, конечно же, башня в Арстхаймовке. Да, видел, но не полностью. Со стороны я видел, конечно же. Тумсоевский 95 видел. Поэтому мне интересно, что именно удивило в этом. В том, что я сделал пост или не стоило этого делать. Что именно, Шибзуха? Я лишь отвечаю на вопросы. Больше ничего. У меня своих исторических материалов пруд-пруди, честно сказать. Но и оставлять нападки, оскорбления тоже неправильно. А эти комплексы, пускай со своими комплексами, конечно, живут.
Нам тоже надо перестать говорить про них, про братство какое-то. Но я не удивлюсь, но я удивляюсь, когда некоторые паблики с 50-60 тысяч аудитории проигнорировали, также выставили ингушей, но ни слова не сказали про чеченцев. Вот поэтому я и сказал, я удивляюсь. Ну, что поделаешь. Ва алейкум салам. Чеченич 1986. Ваша, потом мне в директ скинь точку от себя, я расскажу тебе кое-что, что нужно сделать. Поэтому нам нужно понимать, если бы можно было бы так и разговаривать, писать и показывать историю по отдельности, именно в этом процессе разделить или делить между нами, это невозможно. Башлам. И ваш герз яц хейн ачуа бейцер хуяга авторш ихух книгшиеш эл хачо. Он в личку я это любовь Швейцарии. Да, он не прислал. Башлам ассаламу. Тебе не кажется, что каналы эти развивают, наоборот, ненависть больше, когда я вижу здесь кому вольно, невольно становишься нацистом? Ислам, уважаемый мой брат Ислам, послушай. Проблема в том, что со всем уважением к тебе, проблема в том, что порой люди оскорбляют и наносят оскорбления ни за что вообще. Людям ни за что. Это первое. Во-вторых, мы живем в современном мире, где все в основе своей, где нужно отвечать по реалиям. Если каналы, будь то любые каналы, будут отправлять запросы, и они будут оставаться и не отвечать им, эта ложь, она остается, пойми ты. Эта ложь остается на долгие времена, как сегодня многие люди по этому земельному участку 2018 года, будь оно неладное, до сих пор люди думают и говорят, и причем я теперь не сомневаюсь нисколько, что все те, кто стоял на этом митинге, 99% всех, кто там был, они думают, что это реально ваша территория, которую отторгнула Чечня. Реально. И они реально думают, что Кремль помог Чечне это сделать. Это большая фитна и большое заблуждение. Границы-то установлены. Несмотря на это, по Малгобекскому, Сунжскому, два вот этих района, оставляя, которые реально есть и на документах спорные, что они были между двумя президентами обсуждаемы, оставив эти два вопроса, берутся и обсуждают Натеречный, Наурский, Шилковской район. Делают это не молодые люди. Как раз таки молодые люди меньше, может быть, подвергнуты вот этой фитне. Делают это вполне взрослые люди и так называемые историки, псевдоисторики нарнийского происхождения. И они обсуждают, вот мы должны говорить об этом. Никто этому ответ из официальных чеченских историков не сделал. Ни один человек не обсуждает те документы по Сунжинскому, Малгобекскому району, потому что уже договор подписан, закончили оформлением границы. Никто об этом не говорит. Никто не говорит о том, почему вы на своих, примерно я говорю, вы или третейно, общих советах, где старейшины собираются, мудрейшие люди должны собраться и обсуждать какие-то проблемы вашего региона в данной ситуации, там, Ингушетии или там, Дагестана или Чечни. Вы как себе представляете? Собираются чеченские старейшины, чтобы обсуждать проблему какую-то чеченского народа, и на этом заседании занимаются оскорблением соседних
регионов. И это старейшины, люди мудрые, которые должны призывать к миру, к согласию, к пониманию. Они собираются, оскорбляют, мы так называли. А молодежь и вот те балаболы нордийского происхождения сидят и транслируют это все в социальные сети. Почему это происходит? Потому что старшие это говорят, и младшие думают, что им тоже это позволено. Если бы старшие указали бы, младшие этого не сделали. И мало того, что они сами говорят, они зовут таких балаболов там, или, я не знаю, рассказчиков, как Бузуртанов и другие, которые вырезают из контекста, которые транслируют. И все в этот момент, конечно же, мы говорим, блогеры говорят, те, которые имеют хотя бы чуть-чуть исследовательские, аналитические взгляды, которые делают анализ, которые есть образование историческое, они говорят, послушайте, ну вы же должны остановить этого человека. Нас не слышат. Нам вместо этого говорят, а почему ваши, то есть мои подписчики, снизу пишут комментарии и дают ответ этому человеку, который оскорбляет наш народ. То есть, по факту получается, за то, что несут оскорбления, распространяют оскорбления, ни один человек не предъявляет этим людям, никаких претензий, говорят там, ну вы скажите, вы встретитесь. А заходя ко мне, что кто-то отреагировал, пишут, уважаемые ислам и все, без разницы, кто бы ни был. Я пытаюсь убирать, где мат есть, из комментариев. Но мнение людей, которые вы видите, оно то, что есть в людях. Оно ничего не разжигает, оно показывает мнение людей. Что вы говорите, то есть эти люди говорят, и эти люди делают своими поступками, своими разными закидонами, что им есть кому ответить. Неужели вы думаете, что здесь люди не эмоциональные, не воинственные, все такие вечно нас там будут говорить, про нас оскорблять, все, а мы должны все это хавать и молчать? Но где справедливость, ислам? Я вот тебе задаю вопрос. Вот ты ведешь блог. Ты закинул любую новость. Без разницы. Вполне даже, может быть, ты не говоришь и не обсуждаешь конкретно какой-то регион. Ты что-то говоришь, но это их задевает. Они чувствуют, на варе шапка горит. Они чувствуют, что это про них. У них везде уже настолько мания величия и такая шизофрения. Они думают, что не скажет этот человек, все это про нас. А давайте ответим, давайте проговорим про его личность. Давайте возьмем там, начнем обсуждать все, что он делает. Давайте про мать, отца, про, я не знаю, все, что угодно будут делать. Понимаете? И они готовы. Почему? Даже если речь не о них идет. Даже вообще, если речь не о них идет. Я как модератор, как человек, который занимается этим блогом, я должен отвечать только за одно. Я должен отвечать только за одно. За что? В первую очередь, я хочу, чтобы высказались люди и выпустили пар. Раз. Во-вторых, убрать оттуда комментарий, если это каким-то образом оскорбляет целую нацию или матерятся. С твоей стороны, ислам, из других людей, которые более или менее, которые считают, что нужно сделать, чтобы прийти к миру, или прийти к какому-то логическому, ты должен просто сказать, Башлам, вот здесь я вижу не по теме оскорбления, он ока. Как многие наши делают это. Лохчи берешь, мне пишут, я их убираю. Но не надо учить и говорить, что я разжигаю или что-то делаю. Этот нацизм, национализм разожгли 28 лет тому назад. И с тех пор ничего не изменилось, кроме как увеличивается. Ничего. Мой блог, он открытый. Он для тебя. Он для каждого ингуша, каждого дагестанца, кабардинца, без разницы, черкеса, русского, нагайца. Любой может зайти со мной, просто подискуссировать. Я не буду его материть,
Я не буду его оскорблять. Я не буду ему угрожать. Я хочу просто поговорить с людьми и найти какой-то консенсус. К общему знаменателю. Только об этом. Ни больше, ни меньше. Здесь не устраиваться батлы, кого можно опустить, кому можно что-то сделать. Но я уже устал от адвокатов. Не боритесь последствиями. Нужно не последствия обсуждать со мной, а причину. В чем причина? Причина не в Нохчичу. Вот то, что сегодня есть и пишут ответы, это последствия. Последствия всего того, что причинили, наговорили неблагородные, не эзди, не мезди, не пезди, люди, которые наговорили. Вот это решение тех действий, понимаете, не это решение той причины. Вы сразу переходите на последствия, перескакивая через причину. Ваше оставляем, наше наказываем, наше остановить должно. Но не малое, не большее должно останавливаться, а малое. Кто начал, тот и должен остановить это. Это начал не я. Начал это не я. И 20 лет, пока эта параша лилась, а кроме как параша ее не назвать, с любой стороны, некоторых чеченофобов нордийского происхождения, все молчали. Все были согласны. Чеченцы были красавчиками, потому что они были терпилами. Мы не терпилы. Руки и голова была занята другим. Когда у тебя руки в крови, в мозолях, и ты уворачиваешься и хочешь выжить, ты не думаешь о балаболах, которые сидят на кнопочках. Но бой этот мы завершили. Иншаллах, я надеюсь, на ближайшие 100-200 лет больше никакого, даже 500 лет не будет никакого кровопролития у нас. Теперь, когда мы начали жить, мы начали отвечать балаболам. А это не нравится многим. Не нравится, что Нохчи начали отвечать. Вот вся причина. Причина вот в этом. Ни больше, ни меньше. Так, Бяхмобил, начнем дальше отвечать. Так, анекдоты, не анекдоты, так, братство не надо разрушать, а надо просто высекать, кто пытается нам жить, это я согласен, мешает, так, наоборот, это печально, день объединения объединяет, но не должен разделять, согласен, Шибзухова, так оно и есть, так оно и должно было быть, ну, кто-то, видишь, на этом. Так было на совете Тейпа 23 февраля депортации. Старики говорили только про высылку ингушей, про Чечню слова не говорили. Так, бессовестные и так далее. Совет Тейпа, Нохчи, Бяхан, совет Хурдалави. Так, ладно. Я многие вопросы пропустил. И сразу поднимемся наверх. Поскольку я, может быть, многие вопросы не ответил вам, прошу, если вдруг я пропустил, задать их заново. Я много раз пытался понять, я много раз объяснял, и в текстах объяснял, и везде писал ислам, и любому человеку, который сейчас в эфире. Я хотел найти причину. Я соглашался с тем, что большинство не думает так. Я всегда соглашался с этим. Но ничего не изменилось. Это большинство просто молчит. И все. Молчат. Я не вижу какого-то противодействия. Все молчат. Значит, для них это нормально. Но я не удивлен снова же. Я еще раз говорю, если об этом говорят на совете Тейпов, или как он называется, старейшин, никогда в жизни за последние 20 лет я не видел ни одного оскорбления. У нас есть совет Тейпов чеченского народа.
ни разу не слышал, чтобы оскорбляли соседей. Ни разу. Ни один представитель старейшина чеченского тейпа себе этого не позволил. И тогда у меня вопрос. У кого гыллак, у кого эздел, уэзд милу, гыллак тоже милу, кейд милу, Аллах дал мабахар милу. И все. Я понимаю все это, да, ты прав насчет стариков. Очень много грязи было, я не могу это отрицать. Но лично я не могу с этим ничего поделать. Ваша, тут даже речь не о стариках ислам. Валлахи, биллахи, таллахи, еще раз я говорю. Вообще речи нету о том, что весь народ или нет, конечно же. Ты пойми, ислам. Есть простые элементарные вещи. Причина и последствия. Последствия это уже когда прольется кровь и будет необратимая ситуация. То есть уже надо дадих даешь положение последствий. А причина в чем? Давайте говорить о причинах. Давайте говорить о причинах между нами. С любым народом соседям. С любым народом соседей, которые есть. Какие причины? Начинаешь писать про междуречие Терека и Сулака, не нравится одним. Начинаешь писать про Серноводский, бывший Сунжинский район, не нравится другим. Начинаешь говорить о, там, я не знаю, о древней истории, там, или раскопках, или ковчеге, что-нибудь. Ну, какое дело мне до того, как называют себя Галга? Или как называют себя, я не знаю, как они Галга называют, Глиговы называют, Кисты они называют, Дзурдзуки они называют. Какое мне дело до этого? Ингуштами называют, ангушами называют. Мне до этого дело есть? Если я стану и начну говорить и обсуждать, ва алейкум салам, талант искбэх канас. Если я начну обсуждать это, вот это будет фитна. Вот это будет фитна. Конкретная фитна будет. Я никогда этого не обсуждаю, и мне это не нужно. Я не сниму ни один ролик про это. Мне это не надо. Но, обсуждая, когда мы обсуждаем свои исторические, мы спорим между собой. Только свои истории мы обсуждаем. И приходится обсуждать, мы пишем, это было, это будет, это есть. Влазить в это, что-то сказать и агрессивно ответить такие там, допустим, вот есть Нахчо Берти. Он говорит, да я хищ, делдаш моешь и обсуждать, потому что ему надоело это уже все. И мы обсуждаем, вот с Нахчо Берти мы обсуждаем, Нохчи Буарз Богду, Нохчи Буарз мы обсуждаем какие-то процессы истории чеченского народа. Залазит чувак и начинает говорить, да вы такие, да вы сякие. И Нохчи Берти не сдерживается и говорит, хагарю возью. И ты мне говоришь, ислам, ты мне говоришь, баслам, ахунд олити, Нохчи Бертик баха. Асхуик ишт маал бахтак, ислам. Ишт маал и мехтавякин, и питан дажимчик, сацию ала, и сацуе, цун лички чувал, директ чувал, ваша адештик, питан ду ала, и дувай болштик. Поэтому нужно понимать вот эти вещи. Алейкум салам, Башлам видел, как тренер один ингуш говорит, что чеченцы специально о спаррингах им не сообщали вовремя, и они опаздывали, и потому мало чемпионов. Ну, глупее, конечно, вещи я не слышал, но этот ролик я не видел. Я, честно сказать, чего не видел, того не видел. Мне сегодня 10 или 20 раз прислали вот этого Ашуко, который там был сотрудником НКВД, который говорил, убивали мы этих туда-сюда. Там, правда, непонятно, кого он убивал. Ну, вот это мне присылали. Уже сегодня раз, наверное, 20 прислали мне этот ролик.
Я, правда, так и не понял, Сюлеву или Гюржеву, и я не понял, который говорит, что готов отдать свою жизнь за Сталина. Но если готов отдать жизнь за Сталина, у меня такое к нему послание. Если ты готов умереть за Сталина, ты можешь пойти сейчас, Сталин сейчас мертв, поскольку он твой кумир, можешь вырыть рядом яму и попросить, чтобы тебя там же закопали рядом с ним. Рядышком. Можете ему кто-нибудь и передаст. Передайте Ашуко, пускай он же говорит, готов умереть за него. Сталин умер, значит, и его холоп должен тоже умереть, так что может пойти лечь рядом с ним, пускай его закопают вместе с Сталином. И в судный день, иншаллах, вместе с Сталином он станет и ответит за миллионы погубленных невинных людей. Без разницы, какой бы ни было национальности. Башламина озгнать пяшвар мяцун на камеру. Ему лет там, сколько ты видел, он по возрасту не подходит. Да, я думаю, что он обычный балабол просто-напросто, и все. Возможно, что пиарится, и не больше. Башлам, прочитал статью, которую я отправил на WhatsApp. Немецкий ОМОН Яйцнагюйци. Башлам. На WhatsApp отправил. Какая статья это была? Вроде бы все я прочитал. Да, все, что мне прислали, я прочитал вроде бы. Нет, ну, послушайте, сегодня в России до сих пор есть миллионы людей, которые боготворят Сталина. До сих пор. Ну, боготворят, может быть, я немножко утрирую, но боготворят неправильно будет, но все-таки восхищаются им. Сейчас многие люди, которые потеряли сейчас, когда время фактически капитализма, они сами того не понимая, из-за разных вот этой расстрелов, справедливости считают, что Сталин реально был крут из-за того, что он расстреливал людей и сводил всех, делал уравнителем, был таким своеобразным. Некоторые из-за этого, а некоторые из-за того, что только за то, что Сталин погубил там невинные там миллионы людей, ни в чем не повинных. Поверьте мне, Сюли не все Сюли и не все они поддерживают Сталина. Это раз. Во-вторых, мне прислали видеоролик ютубовский, где какой-то некий Сергей Игорь, ну фамилия там есть, какой-то историк, сделал ролик, который так и называется, что правильно ли была депортация там кавказских народов и так далее, где они полностью, он там, само собой, никто герой там, Бузуртян и все остальные его команда, никто против ролик не сняли еще, где они оправдывают и говорят, что они заслуживали, что там чуть ли не самый большой процент предателей, ушедших с армии, перешедших на немецкую сторону. Во всех грехах советской армии обвиняют. Даже Османа Губе, где они, когда говорят об Османе Губе, они перечисляют и говорят, что Осман Губе аварского происхождения, они говорят там, когда он там, его допрашивали, он сказал, что самыми лучшими, те, кто сразу переходил на сторону немцев, это были чеченцы и ингуши. То есть дальше ничего, что он был какого происхождения, что он сделал, что он должен был, в чем его вина, никто ничего не говорит. Потому что не перекидывает на этот народ ничего. А вот из слов Османа Губе якобы, как можно верить словам предателя народа и допрашивая его, как-то опираться на его слова. А если он ненавидел, там, допустим, чеченцев и ингушей? Просто ради того, чтобы там, ради своей какой-то личных интересов он мог сказать. Вот и все. Знаете, что мне понравилось во время пленения или сдачи, каждый по-разному называет, имама Шамиля. Имам Шамиль
когда уже к Борятинскому шел, он ни разу за все свое время, пока там говорил какие-то вещи, высказывал, ни одного плохого слова не сказал про чеченцев. Хотя воевал вместе с нами почти что 19 или 20 лет. Вот. Осман Губе, который не знал о чеченцах фактически ничего, только когда его взяли, сразу сказал, что они такие вот плохие, готовы перейти на сторону немцев. Странно основываться на это. Причем не предоставлено никаких документов, просто ничего нету, насколько это достоверно. Само собой, вы должны понимать, если, как говорится, был бы человек, а статья всегда найдется. Обвинили целый народ в предательстве, депортировали. Как вы думаете, станут ли этих людей обвинять в чем-либо? Приписывать им никогда неведомые, никогда не творимые ими даже какие-то преступные статьи? Конечно же будут. Нужно оправдать все это. Нужно оправдать геноцид людей. Есть некоторые люди, которые говорят, что якобы Сталин хотел всех отправить в поезд, проложить рельсы до Каспийского моря, и вот чтобы выпрыгнул машинист, и этот весь поезд с закрытыми чеченцами, ингушами направить в Каспийское море, и чтобы он утонул там со всем народом. Есть и такие, и проявив гуманность, якобы это предлагали Сталину. И Сталин, проявив гуманность, сказал, что нет, так не пойдет, их нужно выслать там в Казахстан, в Киргизию. Есть такие люди, которые рассказывают. Больных фантазий очень много у разных людей. Ведь есть больная фантазия людей, которые, зная, что в одних вагонах одним народом выслали нас, делят нас пополам. Есть ведь и такие. Больная ли эта фантазия? Конечно, больная. Достойные братья, достойные люди всегда знают, кто есть брат, кто есть сват. Башлам, есть такие, кто говорит, что Сталин нас спасал, отправляя в Казахстан. Да, есть. Я знаю, Тигр Львович, были и те, которые писал стихи в надежде, если это дойдет до Сталина, что он нас вернет. Были те, кто пел песни, там, якобы Сталин не знает, эта мразь Берия все сделала. И Берия, это, конечно, Берия, это является тварью, а Сталин красавчик, чтобы он вернул. Эти вещи были. Ну, у людей же разные, как говорится, мозги и умозаключения. Ну, кто-то в это верил, думал, если он споет на гармошке, кто-то стукач донесет, узнает, и Сталин размягчится и вернет. Но это, конечно же, неправда. Башлам, ты веришь в то, что Сталин осетин? Я, честно сказать, из века в век, наверное, он был осетином, наверное, он был грузином. Об этом я смотрел целую передачу Сванидзе. Какие-то осетинские корни у него есть. Я не могу сказать однозначно. Башлам, салам алейкум. Мне без разницы, кто он. Грузин он, осетин он. Я не сужу нацию по Сталину. Сталин это личность. И он сам должен отвечать за это. Весь народ не виноват в этом. Башлам, салам алейкум. Расскажи, что сподвигло Хрущева вернуть кавказские народы обратно. Ну, тут, конечно же, говорят разные. Говорят, что через ООН представители там нашего народа. Кто-то говорит, в Египте на встрече какая-то там женщина передала из мухаджиров, что незаконно осужденный народ должен был вернуть. Третий говорит, что Авторханов, наш диссидент, кавычка, диссидент, сказал, выступил перед ООН, или где-то выступил, чтобы вернули Хрущев. Другие говорят, что просто-напросто
называли даже какую-то фамилию, что дошло письмо до Хрущева, передали через кого-то, что Хрущев прочитал это письмо, где было изложено, что незаконно были депортированы, и Хрущев принял решение вернуть наш народ из депортации. Версий много, Аллаху алям, я не могу сказать однозначно, какая из этих версий правильна. Возможно, может быть, культ личности, поскольку нужно было в понимании самого Хрущева, вы знаете, что он там развенчивал культ личности Сталина, и депортации народов – это одна из самых сильнейших сторон, чтобы Хрущев был на его фоне очень даже демократическим и правильным президентом, президентом или руководителем СССР. Возможно, тут просто сыграл фактор, и ни больше, ни меньше того, что я больше склоняюсь к нему. А то, что мог заставить кто-то СССР под давлением ООН или под давлением чего-то заставить Хрущева вернуть депортированные народы, это может говорить только тот, кто не знает историю СССР. Именно в то время СССР, мы знаем по кубинскому сценарию, что СССР не такая держава была уж слабая, чтобы они соглашались со всеми. Просто нужно было развинтить культ личности, показать, какой Сталин был несправедливый, маразматик, больной, шизофреник или тиран, как каждый по-своему называет его. Вот и вернул. Мы, надеюсь, в будущем, может, узнаем, что послужило причиной. Историки об этом еще не раз напишут. И что его статуэтка делала на столе одного министра? Из века в век. Пойди у него спроси, и заодно покажи свое лицо ему. Скажи, вот мне интересно, что делала его статуэтка. Не надо мне здесь рассказывать, что делала, кто делала. Поэтому, как я читал, во время визита Хрущева в Америку ему четко и ясно было сказано вернуть народ в родной край. Это, конечно же, так тебе скажу, версия, но основания на него нету. Оснований нету. Документально заверенный должен быть документ. Из века в век. Если ты себя считаешь мужчиной, пустые болтологии целилуешь, задай этот вопрос в первую очередь тому, где ты это видел. Это блог не Министерства МВД Чеченской Республики. Это блог не политический. Хокчуян и питник амис хобуаршаяла, хоксахумяла, давай. У них есть официальная инстаграм-страница. У министра есть страница. Зайди и им говори, зачем ты сюда заходишь и людей специально вот так будоражишь. Тавалетинг, она здесь историю изучает. Здесь говорят об этом. Что ты здесь ищешь? Хочешь поговорить с МВД? У них есть и СОБР, МОБР, ДОБР, все вот эти группировки есть. Зайди туда и там разговаривай с ними. Зачем сюда ко мне заходить и спрашивать о чем-то, которое мне абсолютно неинтересно. Я этот и ролик даже не видел. Как я отношусь, сейчас я тебе покажу. Домой. Вот так я отношусь, таким как ты. Как ты зашел, первые вопросы задал, я знал, что ты Ларискина Хачаэльма. Ни больше, ни меньше. Вот как я к тебе отношусь. Я тебе отправил, иди теперь можешь задать этот вопрос
что там было или чего там не было. На чем мы остановились? Так, на чем мы остановились? Продолжаем. Так. Эрнест, но он задает опять же. Да, по вопросу с Хрущевым просто Рустам Грозный Оша, я не могу, потому что не видел ни одного документа. Насколько это достоверно, где это было, кто это сказал. Снова же я говорю, во времена Хрущева Советский Союз не был слабым государством. Именно во времена-то Хрущева. Там речь не об этом. Я не знаю, может быть сказали, может и нет. Что бы то ни было, Хрущев достоин того, чтобы чеченцы поблагодарили его за то, что он вернул наш народ. Ну, достоин в каком плане? Да, были вопросы о том, что он подписывал и во время депортации, там Сталин всех заставил, поэтому Бошлам Юх чувает, заставил всех подписать, и не подписать они бы не посмели бы. Ну да, конечно, в этом тоже прав. Поэтому пытались несколько раз, но все же исправить ситуацию, осознать ошибку и вернуть людей, которые 13 лет уже прожили вне своей родины. Это многого стоит. И не просто после возвращения были бунты, были стычки, было малоземелье, добавили еще земли, дали. То есть, в принципе, для нашего народа во времена Хрущева не самые тяжелые времена. Потому что стоит отдать должное. История вещь такая, конечно. Амина, да. Амина молодец. Амина одна из тех, кто не покидает меня. Хрущев был украинцем и немного другому мыслил насчет репрессий народов. Да, Башлам, ты не читал мемуары Авторханова? К сожалению, нет, Эрнест. Не читал, у меня нету. Авторханова я заказывал через Озон книгу, но так и пока до меня она не дошла. Ну да, оттепель. Можно сказать и так. Ну там просто дальнейшие действия после того, как вернулись домой, Симаз, там был ряд вопросов, ряд нюансов, где можно было задавить, конечно, но они пошли навстречу именно Хрущев, не Хрущев, а вообще власти пошли навстречу и в многих вещах помогали. Они вот эти бунты, поножовщину решали очень быстро. Обязательно, Эрнест Джангер. Будем на это надеяться, что до меня дойдут мемуары его. В то время СССР нужно было выходить на мировую политическую арену. Ну, давайте сделаем, скажем, как есть. Сегодня утверждать о том, что мы являемся
вот таким государством, которое послужило или сыграло такую роль, чтобы нас говорили на мировом уровне. Я думаю, что это немножко преувеличено. Башлам, известно, сколько в других районах было убито наших, кроме в Хайбах, и, например, в Урус-Мартане. Тоже ведь сожгли много людей. Но в Урус-Мартане не сожгли вроде бы, а сбросили, говорят, небольшой утес там был, сбросили, убили. Количество конкретно я не знаю. Об этом пишут многие люди, конечно же. Сейчас это потихонечку становится, как говорится, достоянием уже истории. Насколько это жертвы. Есть моменты, когда мы хотим обсуждать, вот касающиеся мировой истории, что возможно, конечно, и повлияло, возможно, все это было. Нужно было это сделать, показать там некую лояльность, возвращением, какие-то исправить свои политические ошибки, показать, что Советский Союз готов разговаривать с цивилизованным миром. Но железный занавес каким был, таким и оставался. Поэтому, ну вот об этом я и говорю, как раз таки в Урус-Мартане, то, что было рядом с больницей, там есть. Ну, наверное, достоверно мы не узнаем, даже что бы то ни было, количество людей, которые было убито или погибло до того, как еще они отъехали в степи Казахстана и Киргизии, я думаю, что это было за 1000 человек, если не больше, за 1000 человек. Может быть, даже несколько тысяч человек. Но об этом молчат. Об этом молчат, об этом многие не говорят, потому что даже если соизмерить с теми партизанами, которые были в горах, в лесу, там, абреками, со всеми вместе, эти цифры несопоставимы. Эти цифры несопоставимы просто-напросто. Говорят, да, там же разные районы, я же вам закидывал сегодня. Там есть несколько, затопили в казино, говорят, что там в горах там сбрасывали, нечаянно якобы падали с обрывов. Тут разные версии. Подтверждения всему, конечно же, нету. Но то, что есть, мы пытаемся как бы показать. Снова же мы показываем не для ненависти, не для того, чтобы произвести восстание. Нет, ни в коем случае. Я прошу вас об этом понимать, к чему приводят эти действия, к чему приводят. Мы снова же, решение Сталина и Берии, это было уже... Они боролись с последствиями. О причинах ни один, ни российский историк, никто не описывает. Причины были очень большие. Во-первых, Кавказская война. Во-вторых, коллективизация и переход от царской России к коммунистической России. И во всех этих периодах были огромные жертвы среди чеченского народа. И люди не доверяли, люди не хотели в это верить. Вы поймите, разница в психологии людей, они до сих пор смеются и говорят, они живут до сих пор родовым общинным строем. Они смеются с нас за то, что у нас родовой общинный строй. Хотя где сказано, что это худшее? А где сказано, что то лучше? Нету нигде. Оставить в покое людей, которые занимаются мирным трудом. Пашут, сеют, занимаются какими-то нужными для развития человека вещами, это одно дело. А если преступник, а если там конокрад, а если там поймайте, накажите. Все. Но весь народ,
в этом не виноват. Вы не представляете, какие ужасы войны были во время Кавказских войн. Одно уничтожение селения Дубай-Юрт-Мехтигю, где уничтожили все, кто был с Дубой. Всех без исключения. Детей, женщин. Там оставалось, кажется, 6 человек живых осталось. 6. Из целого селения. Всех поубивали. И это было наказание за то, что Дуба со своим отрядом, Вашендероевский, видите у нас, Дуба Вашендероевский, за то, что он в бою уничтожил определенный царский контингент из количества где-то, я не знаю, 60 или 70 человек. Они выступили ночью, к утру подошли и перебили всех в этой селе. Дуба успел уйти. И это есть описано, это есть все исторически. Эти записки Кавказской войны, они есть. Каждый из вас может прочитать. И он описывает, сам офицер был в шоке от увиденного, когда там, что там творили, те донские казаки. Это просто страшное дело. Понимаете? Но вот это как раз-таки послужило причиной, потому что у нас память очень-очень свежа бывает. У нас не было плавного перехода, чтобы один режим относился хорошо, а другой режим относился плохо, чтобы люди перестали, вот как говорится, ненавидеть. Успокоились, жили мирно. Слишком мало времени проходило. Между Кавказской войной и революцией это фактически переход был с восстаниями какими-то, потому что не могли никак простить. Заключали договор сегодня, завтра уже передумывали. Ведь договор заключать это одно дело, а нарушение договора было как раз таки и с нашей стороны, и со стороны тех же царской России. Рассказывают о ситуации в Сунже, когда произошло на базаре, где какой-то казак задел, произошла потасовка, и там чуть ли не начали всех бить, там вызвали конный отряд, чтобы наказать на базаре из-за бытовой ссоры, там убийство нескольких чеченцев. Само собой, каждое убийство сопровождалось обратными убийствами. Никто решал, понимаете, колониальная политика заключается всегда в том, чтобы народ, автохтонный народ, проживающий в этой местности, он должен повиноваться новым законам, которые якобы принесены цивилизованным миром. Но с этим не все соглашаются. И накапливается, вот это негатив накапливается. Кавказская война только закончилась, происходит там, я не знаю, переход от буржуазии к коммунизму, этот промежуток коллективизации, убийство, раскулачивание, насильственное разоружение, все это идет подряд, и вот заканчивается, только вроде бы заканчивается коллективизация, идет война, и вот представляете, когда на протяжении 30, 40, 50 лет ты видишь только угнетение, и тебе потом говорят, добровольно иди в армию и воюй, защищай Родину. Не все так просто это было. Нельзя человека вот взять и сделать гражданином, чтобы у него все... Возможно, можно было бы, если бы это сопровождалось немножко иной политикой. Честно, справедливо сказать, была война, мы были несправедливы, ну и ваши тоже были несправедливы. Вот здесь-то вы нарушали, здесь мы нарушали. Сесть за стол переговоров, обсудить, решить вот этот выход, который может привести к мирному существованию. Поэтому это сложно понять. Сложно понять. Я, честно сказать, я сам пытался. Я читаю, где там наши совершают ошибки, там делали нападения.
Я понимал, что да, наша вина тоже есть. И она не маленькая. Большая вина. Почему? Потому что ты не объяснишь человеку, у которого дядя, брат, сват, там, я не знаю, который там во время революции, он был или был на стороне белых был, его убили красных, за красных должен ты против красных воевать. И вот так вот эти революции, перевороты, они губят многие человеческие жизни. Многие человеческие жизни губят. С учетом того, что тот, кто не знает психологию и ментальность кавказцев, которые, тем более, если это древний народ, не изучив его, называя его варваром, просто оставляя. Нет, психологию людей нужно изучать. Психологию людей нужно изучать. Нужно понять, что с этими людьми, что с этим народом, который себя называет Нохчи. Нахчи. Почему все это так происходит? А не искать именно те места, вы заметьте, как проводится, даже в то время. Разделяй и властвуй. То отделили один кусок, перессорили их между собой, исследователи пишут российские, мы должны противостоять чеченцам, самым их ненавидящие друг друга ингушам. И это пишут русские. Исследователи, историк, без разницы. Откуда он это взял? В чем причина? Почему он это написал? Потому что когда-нибудь кто-нибудь прочитает это, и эта ненависть будет лежать еще 100-200 лет. Также обвинили Саадулла Гихинского. Также обвинили многих, Талхига и многих-многих. Батуко точно так же обвинили. Про Батуко Шатойского, Памтоевского Батуко написали, что он был любимчиком Шамиля из-за своей справедливости, но его ненавидели местные за то, что он там был наибом Шамиля. Это закладывается на сотни лет вперед. Это не просто так делается. И та политика, когда ты такие вещи делаешь, это не политика людей, которые несут цивилизацию. Понимаете? В этом проблема. Если мы сегодня считаем себя умными, мы же все умные, правильно? Мы должны понимать, во что нас втягивают. Мы не должны воевать. Тем более между собой. Тем более делать какие-то подлости друг другу. Мы должны размножаться, мы должны учиться и мы должны жить. Мы должны выжить в этой ситуации. Не поддаваться на провокации. И без разницы, будь это в Германии, в Америке или где угодно. Мы должны выжить. Наша цель выжить в первую очередь. Я не говорю, что мы должны быть амебами. Нет, конечно же. Но на сегодняшний день мы можем себе достаточно показать с лучшей стороны. Сегодня фактически как такого нет принуждения. Захотел, ты можешь уехать. Раньше был железный занавес. Ты куда бы ни ушел, ты бы попал бы все равно туда же. Но сегодня ты можешь уехать в Америку, ты можешь приехать, я не знаю, Саадулла Гехинский, Гехтар Саадул. Ты можешь поехать. Не нравится тебе здесь? Поезжай в другое место. Учись, работай. Пускай твои дети все закончат. Но потом ты вернешься, построишь себе огромный дом. Твои дети, инженеры, будут строить мосты, высокие здания у тебя на родине. Я не знаю. Сделает из своей родины маленькую Швейцарию. Но жить надо. Нельзя жить только тем, что мы должны воевать только. А нам говорят, что мы должны только воевать. И мы ведемся на этом. Любой хаятнак и мы топим в крови свой народ. А вообще любой баасан. С арабских стран, с Якутии, откуда не придет, стоит нам два слова сказать, похвалить, или там привезти 2-3 чемодана долларов, и мы уже налегке, все, мы готовы даже со своими. Поэтому
Нужно понимать это. Нужно знать это. И делать выводы нужно. А что касается государства, вот мне многие задавали вопрос, и многие компрометировали меня, задавая этот вопрос. Мол, какое государство? Я говорю, еще раз повторяю, нет никакой разницы, какое государство будет править на Кавказе. Турция, Англия, Америка, Россия. У каждого будут свои интересы. У каждого из них. У каждого у них будет своя политика. И каждый будет против того, чтобы здесь Нохчи переживали за Нохчи. Только мы можем друг о друге заботиться. Только мы можем понять, что нам нужно учиться, нам нужно развиваться. Мы сами можем стать кузнецами своего счастья. Нет, конечно, можно быть балаболом, бесполым чмо, который сидит в интернете, ставит аватарки пустые, пишет, оскорбляет. Можно не слушать меня, просто, надо зайти, написать там пару слов, написать, неважно, о чем он говорит, время потерять и уйти. Честно сказать, я в этом никакого интереса не вижу. Я не вижу в этом ничего хорошего. Переходя уже от исторических параллелей к современным, что происходит за счет глобализации и урбанизации с нашим обществом? Ва алейкум салам. Глобализация и та же самая урбанизация, когда все начали приезжать в город, жить, перестают трудиться. Если ты не хочешь учиться, ты бы хотя бы трудился бы у себя там, я не знаю, посадил дерево, огурцы, помидоры, что-либо. Сейчас этого нет. Люди от земли отошли. Каждый второй спортсмен, каждый второй хочет стать UFC-шником, быстро разбогатеть там, 100-0 сделать и быть вечным чемпионом. Единицы из нашего народа выбиваются. Где-то в шахматах себя покажут, где-то в лингвистике себя покажут великолепно. А в остальном что сказать могу? В остальном на нас вешают ярлыки. В остальном оскорбляют наш народ. Духовные скрепы трещат по швам. Это не только у нас, это на всем Кавказе. У каждого народа это так. Потому что нынче кавказец это не эталон рыцарства, доблести. Нынче кавказец стал какой-то чувак, который ездит на джипе черном, затонированном, крутом. Вот с такой вот толщиной цепочкой, с пистолетом, с охраной. В ресторане, где вот так кошелек кожаный там от Луи Виттона бросает на стол. Эй, там, принеси облепиховый чай, кофе крутой завари. Вот этим стал кавказец на сегодняшний день. А где достойные кавказцы? Где эти черкесы, чеченцы, нохчи, дагестанцы? Где грузины и армяне, которые вели себя достойно? Что стало с Кавказом? Мы потеряли, я имею в виду, весь Кавказ начинает терять свои родные корни. У нас на свадьбах устраивают дискотеки. У нас на свадьбах льется там, я не знаю, реками льется спиртное. Я за весь Кавказ говорю. Заметьте. Наши девушки, всех кавказцев, Башлам, посмотри, какой прекрасный ролик выложил Дауд Ваймах Хазамбу. Да, у Мухаммада, конечно, великолепные операторы. У него он по тому, как занимается и границей, и восстановлением горных районов, у него бывают очень хорошие ролики.
не спорю. Серир было аварское, наш был самсир, сим-сим, самсир, олсун по-разному. А серир был аварским. Вот. Поменялись взгляды, и сегодня, когда Мухаммад на железо собрал походу, не понял я, Тигрлович, на сегодня, когда мы видим эталон каких-то руководителей, которые пытаются вернуться к историческому наследию нашего народа, мы смеемся. Мы смеемся, имеется в виду кавказцы. Почему-то мы не берем примеры с этого. Поэтому надо понимать, надо знать, что мы идем к деградации, если оставим свои корни, свои традиции и единство своего народа. Никто извне не должен разрушить наш внутренний мир нашего региона, нашего адыгского, там, черкесского, там, грузинского и так далее и тому подобное. Мы потихоньку восстанавливаемся. Дай Аллах, чтобы мы все восстановились потихоньку. Дай Аллах, чтобы мы вернулись, понимали, чтобы меньше было смертей, чтобы на дорогах умели уступать, уважали друг друга, чтобы старших ценили. Этому нужно возвращаться. И Кавказ должен цвести, как это было всегда. Снова же, мы не говорим о том, что мы должны быть бесхребетными, объемными. Но я должен радоваться за черкесов, когда у них все хорошо. Черкесы должны радоваться, когда у Нохчи все хорошо. Вац, Тайми Бейболт был раньше Шамиля. Раньше Шамиля был Тайми Бейболт. Да, кажется, 1832 вот в этот промежуток времени был, первой половине. А Шамиль пришел в Чечню только в 1839 году. В плен попал, или сдался, каждый по-разному, в 1859 году. А начал свою деятельность он, если я не ошибаюсь, с 1934 года, Шамиль. 5 лет до Чечни и 20 лет с нами. 25 лет он сопротивление оказывал. Поэтому не нужно запускать какую-либо революцию, Эрнест Джангер. Сегодня прекрасно любой руководитель дает возможность, чтобы мы вернулись к своим традициям, адатам, уважали, чтили. Это самое малое, которое должно быть с самого низа вверх идти. Если весь народ поменяется, ни одно руководство не сможет ничего это сделать. Вот. Конечно же, должны быть примеры с шейха Мансура и с других там, с Бойсхара, Биноевского и так далее и тому подобное. Шейх Мансур призывал быть добрыми, быть верующими, не воровать, не пить. Это нужно все понимать. Ассаламу алейкум, Башлам. Вы учились, в ЧГУ учились? Да. Я заканчивал Чеченский государственный университет. Грин 25. Ваша, я не уверен, я не могу сказать, что шейх Мансур хоть одним словом говорил что-либо против хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или он был против религии ислам. Нет, он как раз таки призывал к религии. Он как раз таки призывал нам быть едиными. Но его мы не послушали. Вайсюили чунты ахветтир. Затопили весь свой народ фактически в крови. Хотя еще раз я хочу вам сказать. Есть официальные документы, в которых говорятся, еще в 48-м, это фактически через 10 лет, Шамиль Хавян Чулты Аха, в 48 году, уже в то время, Талхиг и другие остальные
они были не согласны с многими решениями Шамиля и не подчинялись им, несмотря на то, что и Талхиг, и Саадулла Гехинский были его любимцами. И об этом говорят официальные источники. Они не подчинялись тому, кого там назначал Шамиль, потому что они были уверены, что лучше них никто ни в малой, ни в большой Чечне не справится и не может воевать. Такое отношение описывали русские офицеры, царские офицеры. Они говорили, Шамиль не доверял, потому что чеченцы относились предвзято ко всем остальным национальностям во время войны. То есть, Цабей Шербах царь, Сюйлишах, Кьечар, Цабей Шербах. И это было в первой половине 20-летней войны. Это, конечно же, предпосылки того, которые в конце уже в 50-е годы, 54-й, 55-й, 6-й и по 59-й начали отходить от этого. Поэтому нужно понимать, нужно знать, что история нужно изучать для того, чтобы никогда более не допускать ошибки. Мой близкий друг Эмиль, по-моему, с вами учился в Умке по национальности. Эмиль, нет, он в параллельной был, Бинфулан. Эмиля с нами не было, он, может быть, параллельно был. Братья, а много черкесов воевало в Чечне, эти 101. Очень много, очень много. Со времен шейха Мансура многие черкези были на стороне Нохчи. Но война раньше у нас закончилась, чем у черкесов. Война, какие-то сопротивления были у нас на нашей территории, но основные боевые действия не закончились на Западном Кавказе. Снова же я повторю, еще раз повторю, что война по сравнению с адыгами, черкесами, мало кто на Кавказе может сравниться. Только вот Нохчи и черкесы могут по воинственности и по продолжительности в войне говорить. Именно вот как люди. А по потерям, конечно же, черкесы пострадали больше всех. Потеряли больше всех. Выехали больше всех. Заставили выехать фактически. Сегодня некоторые люди мне, не сегодня, а вообще пишут в последнее время, вот ты говоришь про черкесов, ведь они не все воевали, там были определенные племена, которые воевали, некоторые племена там были на стороне царской России и так далее и тому подобное. Да, были. А кого не было? Кабардинцы были? Были на стороне царской России. А чеченцы были? Были. Ингуши были на стороне? Были. Аварцы были? Были. И лезгины были, и кумыки были. Потому что после завоевания определенных они набирали из местных. Кто хочет работать, грубо говоря, как пушечное мясо. Или по выгоде своей. Таково было везде. Ситуация такова была. Снова же, политика «разделяй и властвуй» со времен Римской империи не сильно поменялась в этой ситуации. Поэтому кто из них воевал из черкесов, кто из них не воевал, судить им самим. Не мне их судить. Именно адыгский народ, черкесы, они должны сами решать и говорить. Сегодня черкесы в одно лицо, не делясь от Кабарды и до самого там Майкопа, говорят, что мы все один народ. У нас одна участь. И ни я, и никто либо другой не имеет права сегодня говорить о том, что кто-то воевал среди них, кто-то нет.
так сказать, различать плеву и зерна, это не мое дело. Я думаю, что сами черкесы разберутся в этом. Ни карачаевцы, ни балкарцы, ни чеченцы, ни кто-либо другой не должен влазить в эти дела. В этом должны разобраться они сами. Национальная идея у чеченского народа сейчас есть. Она четкая и понятная. Мир, экономическое благосостояние, размножение. Восстановление исторической справедливости в истории, в географии, а в какой-то мере и этнографии. Сегодня все больше и больше национальные интересы нашего народа рассматриваются. Сегодня все больше и больше интересные проекты оживают, вне всякого сомнения. Я еще раз хочу, чтобы вы понимали. Я говорю как раз таки только о низовьях. Я говорю о нас, простых людях. Я не занимаюсь политикой, я не влазю в политические какие-то нюансы. Саук дацию и вам не рекомендую. Я не политик, я просто сопоставляю исторические параллели для того, чтобы мой народ был единым, чтобы мы не делились. Ой, дед садалит, ой, цахалит, ой, маххалит, ой, латхалит, ой, бусулбахалит. Ой, я аудалбел, хейрбел, лиршел, молодежь, меттаяет. Вот о чем я говорю. А в политику я не рвусь. Имеется в виду там сейчас кричать политические лозунги, этого я не делаю. Поэтому прошу не провоцировать. Вы сами прекрасно знаете, что вот это до добра никого не доводит. Если шужуап дал реиздате, эцумнах, лучше не говорите ненужные вещи. Национальная идея это 3D. Как отметила Амина. Деша, деба, даха. Живите, размножайтесь, учитесь. Это должно быть самым главным жизненным кредо для нашего народа. По крайней мере, на ближайшие 50 лет. Вы знаете, хотя эти слова приписывают Ленину, хоть приписывают это Ленину, возможно, многие, я слышал, что это не имеют отношения к Ленину, и все же, я считаю, что самое лучшее для нашего народа в данное время, оно великолепное и безграничное. Учиться, учиться, еще раз учиться, это самый главный лозунг для нас. Поверьте мне. Если вы хотите совершить экономическое чудо, это самое главное. Как это сделала Южная Корея, как это сделала Япония. И это не просто слова. Как это сделала Германия. Все эти государства, в основе собой два государства однозначно, Япония и Германия были участниками обеих войн. Южная Корея, это уже более или менее, она воевала, но не так уж много. И все же, свое экономическое чудо они совершили не благодаря, как китайцы, своему множеству и трудолюбию, как многие, а благодаря своим мозгам. Германия в первой пятерке, Япония в первой пятерке экономических развитых государств. Ну и США, государство, которому фактически нету и 300 лет, это Башлам, мы не государство. Ты, кажется, не читал Конституцию. И я не согласен с тобой. Эрнест Джангер, Ваша, главное, что здесь у тебя. Не важно, что здесь. Вот здесь, что у тебя. Хетю асубах. Хакверт чуах. Худу. حون خيتي حون برغت خيت حون موقع خيت حون وي مسارل ديكا خيت حون وي شا ميال ديشا باتشي خيت وين. Важно, что здесь.
Если здесь мы будем рабами, если здесь мы будем жить только тем, что у нас нету своего государства, что мы должны только воевать, вот эта голова приведет только к хаосу и разрушению. Любая война начинается сначала в умах людей, а потом уже мы от мыслей переходим к делу. Так вот, эти мысли должны быть свободными, и они должны видеть намного больше. Если мы экономически развитые государства будем, то мы, конечно же, будем развиваться. Есть такая версия, Нохчу 31, есть такая версия. Но сами они говорят, что их привели кабардинцы скидывают на грузин, грузины скидывают на кабардинцев. Дело в том, что кабардинцы это половина мусульмане, им бояться этого не стоило. А вот Грузия и Армения, они были христианскими, и вокруг них были все мусульмане. И исходя из этого, логически некоторые ученые, исследователи говорят, что прибегли к помощи. И Россия, кстати, сама акцентирует внимание и говорит, что да, такова ситуация, что призывали к этому. Башлам, лично знаком с Хасаном Баиевым? Нет, не знаком. Лично не знаком, о нем писал много, несколько раз писал. Не знаю, получился бы ли разговор, но если бы я был знаком с ним, я бы хотел бы с ним поговорить, может быть, заснять хорошее интервью, час-полтора, с глазу на глаз и свободно, без принуждения, без всякого пафоса. Не знаю, какой он человек, любит ли он общаться, но интервью в стиле Дудя можно было бы сделать с ним. И у меня была такая задумка провести встречи именно с Хасаном Баиевым, с Гумбой тоже хотел, очень хотел, с профессором Гумбой провести вот такие эфиры, выезжать и встречаться и говорить. Но это, к сожалению, пока у меня возможностей таких нету. Конечно же, по мере возможности я бы выехал бы и к Хасану Бакаеву. Встретился бы, поговорил бы, ни скайп, ни майп, ни Нохчи Ворлд и так далее и тому подобное. Нет. Нет, конечно же. Конкретно встретиться, поговорить, обсудить и с многими деятелями, которые бы могли сегодня реально объединить нашу нацию, выработать стратегию. Конечно, я бы хотел бы встретить и советом старейшин нашего народа, пообщаться, услышать его мудрые решения, их мудрые решения. Кто там сейчас, я, честно сказать, не помню уже. Вот. Вот из неполитических деятелей я говорю. Такова вот задумка была. Ну, задумка. Не знаю, Сайхан. Нету, может быть, параллельно где-то идут эфиры, а может быть, люди просто устали, хотят отдохнуть. Я не знаю, честно сказать. Я провожу в штатном режиме свой эфир. Запросов нету. Да, я удалил десятка аккаунтов пустых, которые Лариска, бедная бедолашка, отделенное внимание, не так, я не обратил на нее внимания, он под разными аккаунтами заходил и хотел, чтобы все перешли на его там канал и прочитали, что он там хочет писать обо мне. Нет, Хасан Бакаев не живет в Чечне. Поэтому, Башлам, мы хотим воевать. В этом ваша и проблема. Вести конструктивный диалог нужно уметь. Воевать всегда успеешь. Войну трудно остановить. А вот конструктивный диалог, пообщался, остановился, пошел чай попил. Если у тебя есть кофе, можно кофе бабахнуть. А так, в принципе, почему бы и нет.
Хачаэлюк, Лариска. Да. За вчерашний день эта истеричка бесполая создала и запросы направила мне почти что 15-16 аккаунтов. 16 аккаунтов она запрос сделала. Подписалась и с нулевыми балансами все это. Поэтому боится. А больше всего мне нравится, как она создает аккаунты с названием Акинец и всем рассказывает, что ауховские акинцы на стороне непосредственно Лариски Сосиски. Это, конечно, очень интересно. Башлам Шварти, Иш Билгал, я не понял вопроса, о чем ты именно говоришь. Да, знаю, конечно. Я знаю, что это больной человек. Кстати, вот этот человек, который, помните, прикидывался, что он Сюли, а когда я его запрос направил, начал фигуры из пальцев показывать. Вот это как раз-таки была она, Лариска. Ну, я понимаю, больная. Но почему? У нее есть свои фанаты уже даже. Говорят, ты красавчик был, что он яз-яж. Бамубу? Ладно. Запросов, конечно же, мало. Амин, Шейдаги Махаджин, амин. Амин. Нет, я не буду ничего озвучивать. Капитан Арктик. Я не могу понять, по его действиям он смахивает немножко на либерала. Я не вижу в нем... Так. Нет, ничего. Я не вижу в нем консерватизма. Может быть, мое мнение ошибочно. Я живу в Грозном. Может быть, мое мнение ошибочно, но мне кажется, что он одновременно хочет усидеть на двух стульях. Вот. Я так думаю, что вот жидкий, ну да, есть немного. Но, несмотря на это, его люди любят. Может быть, за его нейтральное отношение, может быть, он не крайне критический. Может быть, слишком много быть может. Не знаю. Я не вел с ним дискуссию, а если бы и вел, неизвестно, как бы и о чем бы были бы разговоры. Можно было бы так, чтобы он ответил, я ответил, провести дискуссию. Мне больше оппонирует, нравится, как оппоненты, интервьюер, мне больше нравится Максим Шевченко. А так, Руслан, ну, политолог, так скажем. Мне кажется, что он немножко, может быть, он больше такой российский политолог, чем лезгинский. Тебе с твоим мнением за границу поехать придется. Кавказцы, живущие на Кавказе, тебя не поддержат. Алимчик 40, ты это мне говоришь или насчет чего? Насчет чего конкретно не согласятся? Нет, не было. И Черхо, ни одного не было доната. Ва алейкум салам.
Да, Беслан. Да, согласен с тобой. Да, конечно же. И Черхо. Что-то я сомневаюсь уже. Честно. Задавайте вопросы, я отвечу. Назло чеченам донатим, ежели. Может, это и донат хуя замутили. Я это тебе, брат. Наш народ деградирует, им пофигу. Они не помнят историю помнят живущие за границей. Чеченхо, алейкум салам. Но деградацию можно... Вопрос, конечно, задавай вопрос. Деградацию можно остановить с нашими общими силами. Что за границей знают больше истории, я не согласен с этим. Есть, я бы сказал, история и любовь к родине – это с молоком матери. Я не оскорбляю, не говорю, что за границей знают хуже или лучше, нет. Есть и хорошо знающие, есть и... Ну, это немножко тема такая очень неоднобокая. Мы больше грыземся между собой, чтобы это время уделить и выделить это внимание реальной какой-то, реально тому, чтобы Кавказ возродить, сделать его без коррупции, убрать вот эти посты между республиками, чтобы свободно черкес мог приехать в Чечню, Нохчи мог поехать к брату Адыгу в горы, отдохнуть, чтобы можно было где угодно поставить машину, палатку, чтобы никто тебя не убил, машину не украл. Ну, вот эти все вопросы, конечно же, вот такие бы простые вопросы для начала решить. Сделать дороги везде хорошие, бизнес, помогать друг другу. Вот такие. А если произошла какая-то бытовуха, особенно средства массовой информации, любая бытовуха, надо четко это пресекать мгновенно, наказывать. И тот, кто поднимает национальный вопрос, ну там произошла драка, вот подрался там чеченец, там осетин или там ингуш, осетин подрался, не надо этого. На лыжах катался, сноуборде не катался. Башлам чирмен постях мама вархонех машин сетуш. Башлам чирмен постях мавар хонех машин сетуш. Чирмен постях. Я вообще за пределами я не был уже лет. Когда я был за пределами последний? В этом году точно не был. В прошлом году тоже не был. Я давно не был за пределами. Может, кто-то был похож на меня. С такой же лысиной и красной бородой. Вот так вот. Нет, я бы не хотел возрождения имамата на Кавказе. Ни в коем случае. Последний опыт имамата плохо закончился для нас. Мы не готовы к имамату. Честно тебе скажу. Брат, как думаешь, Адыги и Чечению можно будет увидеть одну страну? Я, Эрманчик, сомневаюсь, честно скажу тебе, очень сомневаюсь. А единых общих государств не получится. Во время Горская республика была создана, но потом начали происходить, валикум салам, происходить разногласия, начали выходить из него. Мы, как Кавказ, не готовы создать, даже если европейские страны, ЕС начала распадаться, то Кавказ с нашими-то отношением к жизни
вообще маловероятно. Я не верю в это почему-то. Рус, ваша цавишек дуйчуаинс, хайн балбагачуа, мадейти хумшона, ваймелч, пачалка, аш тут цаушсан, цавишек мадейц, хайн балбагачуа. أسعق ويما تعباخ ونعو قيتيت وين لأر دوش داتس وي لأر ريت لأر ري بوش دوش ما داتي وي ديل دين تديش تعوات الله تسويش تعوات أما تسويش شقا خزخيتيت كيس جاليشن خزخيتيت وين بالبايت تسويش. Я же говорю, я рассказываю уже час-полтора о том, чтобы не было войны. Мы сможем обогнать Илона. Обогнать и Черхо. Если рядом стать и с тобой побежим вместе с ним, может быть, так обгоним с тобой. А в другом случае нет. Рус совершен и сандал умш эфире адуицум штата адуичташ. Илона Маска можно обогнать только одним путем. Стать рядом с ним и побежать. Может, так и обгоним. Я не соглашусь, если будем жить как горцы, то мы увидим, уживемся, адыгам роднее чеченцев. Никого нет. Альманчик, Алимчик у тебя написано. Снова же, я реалист. Мы можем быть схожими, мы можем быть хорошими братьями, соседями. Но ногчи есть ногчи, черкези есть черкези. Тут есть у каждого свой... У каждого есть свой кодекс чести, у каждого есть свои какие-то традиции. Это очень сложно. Сделать синтез всего этого очень трудно. Башлам, каким шампунем пользуешься? Черное мыло жажаба называется. Мы не уживемся, ладно. Черное мыло жажаба, Мабарас. Зум снайпер, Ваша нравится хоть, что кто-то об этом пишет, братишка. А так пока большая тишина. Откуда появились аварцы? Это надо спросить у них. Я не влазю в историю других народов. Честно. Ротару. Донат коин, я и твоя, Тигр. Тигр Львович, плохо ты сегодня работаешь. И ты, и Черхо. Нету никого. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Башлам, вы молодежь, мух, хиятхун, внешний вид, поведение, маждик ваш.
Так, понял вопрос. Башлам. В Гайтах живут 10 фамилий Евлой, и они утверждают, что они чистые ногчи. Сегодня, которые говорят, что это ногчи отклонились от своих корней. Нет, не отклонились. Евлой, если они говорят, что они чистые ногчи, они говорят правду. И мы можем поклясться, что они говорят правду, потому что у нас один предок, у нас один корень, и мы один народ. Тех, кто проживает Нохчичуа, оставьте их в покое. Цейр уэйцейду иш уэйбу, уэйцейраду. Мадик, мабах цаюшек. Хок Нохчичуа ашбол, евлой, болей иш, цейчуй, болей иш. Клюбой, мелхи, эйсплату, мильша иш буй, иша уэйцейду, уэймуахкбу, уэйкамду. Они не отклонились от своих корней. Со стоматолог собак мялевелен пломб. Грен ирся хай. Ирся ха. Стоматолог. Его виш воша. Вариант его чашон сон пока. Вне всякого сомнения, Тигр Львович, Цой. Цой, Цой и еще раз Цой. Когда появилась в Чечне гаплогруппа Л3? Надо задать этот вопрос Пахрудину. Он специалист по генетике. Да. Не понял я тогда. Омар, я занятиша. Может, я не... Башлам. В Гайтах живут 10 фамилий Евлой. И они утверждают, что они чистые ногчи. А те Евлой сегодня, которые говорят, что не ногчи, отклонились от своих корней. Все, понял. Понял ваша... на этот вопрос я отвечать не буду. Наших Евлой оставь. За других Евлой я не хочу ничего говорить. Вот. Отбитаю сейчас больше. Вайниш вайбу. Ну, если говорит Пахрудин, все так и есть. Я доверяю ему. На все 100. Был вопрос про молодежь. Очень сложный вопрос. Очень долгий вопрос. И тематика не самая приятная. И для нашего народа в том числе. Это раз. Пока сейчас я отвечу на Алимчик, ты написал себя зовут, да? Ты можешь написать на родном языке 3 предложения. Напиши любых 3 предложения на родном языке. Алимчик 40. Вот сейчас буквально сразу, абсолютно нетрудно. И они должны даже одно предложение. Я клянусь Всевышним Аллахом, что являюсь адыгом, а не являюсь нордийского происхождения. Напиши на адыгском языке. Вот можешь написать вот этот комментарий? Вот я вот смотрю, пишу, ты знаешь, у меня очень хорошая чуйка. Напиши вот так вот. Я клянусь Всевышним Аллахом, что я являюсь адыгом, а не другой национальности, и не являюсь нордийцем. На адыгском языке напиши. Ты много уж пишешь. Я хорошо знаю адыгов. Я хорошо знаю не адыгов правильно, а черкесов правильно сказать. Адыги это более узко. Я знаю, когда они пишут и как они пишут. А вот твои вопросы, они далеко не похожи на черкесские вопросы.
Сы АДГ, клянусь Аллахом. Ясно. Короче, сектор 95, я не знаю. Вот ты знаешь, я вот реально, я просто не могу понять, каким образом такие разговоры могут, не клянусь Аллахом, что адык. Бисмиллях, бисмиллях. Домой. Домой, чувак, домой. Нет, Тоша, это был не донат. Это просто сообщение было. Это сообщение. Доната не было. И нет. Вы знаете, есть определенный контингент людей, от цен цетуэт, да, внимание, цетуэт цен, у адоцер, у алил доцер, ямартло, тяшамбек, любой умлил доцер. Масетту с дами атенцу. Башлам связи ваха. Асмил вах связи цас. Запрос я тебе ваха дуется. Насчет ауха есть. Все потихоньку, все понемножку налаживается, да, а дикридоуш. Ауху аймуах парад хрбудану, иншаллах. Адык губяхак, арвяхка. Он, в принципе, ничего не делал, но поклялся Аллахом, что адык потом не адык. И мы его фишт отправили. Компрометирующие вопросы, объедините, не объедините. Бож юмш. Нет, не в состав Чечни. Главное, чтобы Ауховский район возродился. А в состав Чечни мы не говорили. Никогда этого не обсуждали. Башлам, прическу обновить. Обновил, да, прическу обновил. Что там? Всякие балаболки же плачут. Ну, несмотря на то, что обновил, помолодел, покрасивел, как видите, руки и сердца никто не просит. Все только обижают, оскорбляют, вечно им что-то не нравится, метеоризмом болеют. Есть такой болезнь у Лариски. Она со своим метеоризмом, со своей проблемой везде лезет, плачет всем, внимания не уделяет ей. Но я понимаю, дал маршал дуэльцун, цундейна дал иман собор луэл, и саньола вир дунянт эяхкен цунс ахалду удирдуцун. Ну, такова жизнь. А так, я себя чувствую на все 25 лет, иншаллах. Ой, кий штук. Весенняя охота скоро начинается, да. Дикник хейкду, иншаллах.
Сейчас весна. Сейчас поедем Галанчож, Мержиц, Ечак. Будем ездить, проверять, смотреть, фотографировать, видео делать. Вот. Или сам поеду, или найду кого-нибудь, какого-нибудь брата. И через Бамут по родной своей родине, Нохчичуе, буду по всем горам. Кварт Табеша, Замсаг. Эшт крутарма боваша. Мешт эушят Замсаг. Уже не лезут волосы. Дурной волос покинул умную голову. Или наоборот. Так. Сагапшинский уйох, чуа, Сагапшинский. Сагапшинский уйох, он там переживал, там плакал, не исхердать, это неправильно сказал. Переживал, говорил, что я специально что-то делаю. Мечао, Сагапшинский. Я бы сейчас... Ваша, ну меня уже пригласили на рыбалку. Акбулатюрт кайхенсо. Посмотрим, вежриш те молот, рыбалки урукциги, элама элас. Мансур сансар цакити элчунах. Зидан сквартуш. Дагдодер. Гой шира ламаст ларбяш. Ларбяшу, башлам, гой шир ламаст ларбяшу. Да, ваша, да. Ляшкрову. Капитан Арктик Ацхена за Италию Варсуба. Музуртанов. Чуцаву тиш. Чуцаву ти. Не знаю. Это система ниппель, вот это. Указка. Вот такая она. Специальной ручкой. Ручка удобная, так держишь. Как почти что, вот видишь, как селфи, палка. Еще горабля такая у меня, горабля. И вот так можно раз, вот, как антенна. И ты вот так себе успокаиваешь себе, борода растет хорошо. А куаткам, честь куаткам, важно. Не притрагиваясь, гигиенически чистый весь такой башлан дверь. Массажерка такая хорошая. Что мне ее надо выставить как лот. Может, Игорь Львович купит. Не знаю. Она вообще-то рассчитана, чтобы вот так недостающие места, чтобы почесать, так сказать. Ну вот сейчас думаю, как лот выставить ее. И черховац. Соберки лару. Да, Тигрович. Я-то выживу. Да, я выживу, я там поеду. Я обязательно хочу сначала начать со своих родных гор. Ночь провести там. Сайтане. Шим-там умаят. Ах, да, уру. Надо попробовать себя. Так вся жизнь пройдет. Мой дедушка был лесником. Кисанило. И ладер, жимай. Она, видишь, она какая маленькая. Она небольшая, она маленькая. Она просто как антенна становится большой. Вот такой, видишь? А так она где-то сантиметров 10 маленькой становится. Назовем этот прибор Никулинкой. Никулинкой, да? Не знаю, что это, как называется. Но знаю, что я хотел из него сделать, это селфи-палочку. Не получилось у меня. Валейкум ассалам. Просто в руках держать, чтобы что-то до пяток можно, да, спокойно.
Если ты светлое время находишь, всегда размещайся недалеко от ручья. Потом нужно навес сделать. Потом уже ближе к вечеру развести огонь. Днем разводить огонь только для еды можно. В принципе, ни больше, ни меньше. Такое выживание. Ведено входит. Веденский район входит? Конечно, входит. Если я не ошибаюсь, входит сейчас. Сейчас нету Чаберлоевского района. Сейчас все это Веденский, Ножеюртовский район. Там сейчас нету Чаберлоевского района. У нас пока нет такого района. А зачем тебе днем огонь? Кого ты собираешься им отпугивать? Днем не холодно, если это, конечно, не осень, не весна. Поэтому ты, конечно, можешь делать все, что хочешь, но я не рекомендую. Если ты разводишь огонь, ты привлекаешь внимание и людей, и ненужных гостей. Эра Тигерович, Матемло Хрват Равайовича. Он знает, тепличный Темло Хрвара. Гуттер Гучвоши, гвать. Жрут свиньи, люди едят культурно. Некрасиво говорить жрут. Чаберлоевский надо восстановить, как и Галанчурский. Нохчигалай, согласен с тобой, но для этого должны жить люди. Должны возвращаться люди обратно в горы, дома строить, разводить скотину. Вот все это нужно делать. Только потом уже непосредственно называть. Много раз об этом говорило и руководство. Они хотели возродить Галанчурский район, но люди не возвращаются обратно. Одно дело не говорить об этом, Тигр Львович. Другое дело иметь навыки. Башлам, Абазинш, 800 лет, Туамбинабол, Бадуй. Я ответ. Я не слышал об этих войнах абазинов и балкарцев, которые одни воевали 500 лет, другие 800 лет. Какие войны, с кем они воевали столько лет, я не слышал ничего подобного. Во-первых, ни абазин, ни балкарцев вообще не столько людей, чтобы воевать 800 лет или 500 лет. А что дует хайшун? Я обзой бастук, тем более балкарч, бац. С кем они воевали столько лет? А Удуицхайм, это даже не один из там больших народов. Если бы было бы, я мог бы понять. Даже когда мы говорим 400 лет воевали ночи, мы не говорим, что мы воевали каждый день или каждый год. Нет, мирное время военное, мирное время военное, время от времени. Все время из-за этого. Если бы ты сказал, что там это черкесы были, я бы еще мог бы там понять. Но черкесы, вне всякого сомнения, можно приписать им, если они начали со времен шейха Мансура, а закончили после сдачи Шамиля. Вот они воевали 100 с лишним лет. Но остальные... Какой? Я не знаю, какой народ на Кавказе воевал 500-600 лет. Вроде ни одного такого народа не знаю. Вот из автохтонных народов, да, Грузия воевала время от времени, но даже Грузия не воевала столько. Кто там еще мог воевать? Черкесы, ну, определенное время можно сказать, что и черкесы, но точно не 800 лет, не 600, не 500. Ну, я не видел, не знаю, может быть, какая-то древняя история у них, они воевали. А так, ни балкарцев,
Не абазинов я не видел, которые воевали. Хотя бы 300 лет. Ну, нет такой нации. Чтобы воевать 300 лет, ой-ой-ой, какие должны быть потенциал. Поэтому... Первые конфликты считаются... Ну как? Во-первых, мы должны всегда говорить об инородной массе. Инородная масса у нас появилась намного раньше. Вот как раз таки древние времена мы не знаем, но знаем, что были здесь набеги скифские, сарматские, некоторые нас приписывают к этим племенам. Потом нашествие гуннов, хуннов, потом в разные периоды уже хазарский Кагала, потом в Аланское царство мы входили сами, хотя и в хазарский входили, считается. Сопротивления военные как бы действия были и с нагайцами, и с калмыками были, и с терскими казаками были, потом с Петром, с кем только не было. Сопротивления с многими были. И с грузинами тоже, в принципе, были. Хотя с грузинами больше считается, что мы были в союзных отношениях и выступали вместе. По крайней мере, горная Дзурдзукетия, Кистетия выступали вместе с ними. Это вот нынешние горные районы. И Тумкалинский, Шаройский, Шатойский, Галанчожский район. Башлам, мой шок в шоке, что ты на Полгоме всерьез пытаешься ответить на этот вопрос. Почему нет? Вполне исторический вопрос, ничего такого нету. Хороший вопрос, Тигр Львович. Не могу сказать. Не могу сказать. К сожалению, на этот вопрос, Тигр Львович, я ответить не могу. Я могу тебе ответить. Чтобы мы мирно жили, наверное, может быть, только при Аланском царстве жили более или менее мирно. Но эти промежутки 100-200 лет, то другая, 100 другие, третья, 10-я, наверное, с возвращения с 60-го по 90-е. Вот эти 30 лет, считай, что мы жили еще более или менее нормально. Со всеми революциями, не революциями, вот всеми. Вот эти 30 лет мы прожили так, более или менее. У нас история вот аланского, хазарского управления, вот эти время мы не знаем. В то время существовала Дзурдзукетия, Кистетия. И как мы жили в то время? Спокойно жили или нет? Ну, во время Тамерлана спокойно точно мы не жили. Во время Золотой Орды, говорят, было прекрасное время, потому что мы там договорились на определенных условиях, что будем на плоскостной территории жить, и они нас не доставали. Без войн, без никого, без ничего. Я думаю, что вот этот менталитет, вот эта воинственность нашего народа, она выработана благодаря, не скажу, но так получилось, что все время нужно было обороняться. То от одних, то от других. Одни чурки, другие чурки. Всю жизнь так и прожили. Может быть, мы на самом деле ничего другого и не умеем. Может быть, в этом наша вина. В 1957 году нас вернули. Я бы не сказал, что это самое лучшее время. Пускай будет 60-е по 90-е. 30 лет. Я вот так сказал.
Поэтому теневой банд, аяжсаны, яц, капитан Арктик. Цаяла. Пока цаяла. Маша. Подписчик Штецахет в топ не выходит. Там нужно ряд вопросов решать. Я не знаю, я уже все делаю, капитан Арктик. Все вроде бы по правилам делаю. Но нужно больше репост сега, комментарий сега. Вот это все нужно. А этого мало. Нам чуть больше бы. А так я все равно массана. Да что еще мёс? Твиттер, Фейсбук, ВК, массана. Ну, это такая вот вещь не самая приятная. Какие амазонки, да, добрый сделали, что амазонки? Никакие амазонки, ничего, никто. Время, вы знаете, или плати, или согласись быть рабом. Строение, государственное строение. Вперед мы никогда не будем жить мирно. Нет внешнего врага. Проблема в том, что внешние враги никогда не уменьшатся. Это все напрасно. Даже те мифы, которые мы сами себе сочиняем. Да. Такова натура человеческая. Да и реально, пока есть земельные споры, всегда будет это. А так, я даже не знаю уже. Человек со времен своего появления всегда хочет быть доминантом. Он хочет доминировать. Я хочу, чтобы доминировали ногчи. Черкесы будут хотеть, чтобы доминировали черкесы. Евреи будут хотеть, чтобы доминировали евреи, как они это и делают, в принципе. И каждая нация будет стремиться к этому. А пока есть такие взгляды амбициозные, войны никогда не прекратятся. Я не слышал ни одного хадиса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, чтобы говорили там, все наладится, все будут жить в мире и согласии. Один мусульманин не может договориться с другим мусульманином, даже на Кавказе, в таком клочке земли. Потому что один мусульманин насильно занимает земли и дома другого мусульманина. Веруют ли они Всевышнего Аллаха, я не могу сказать, потому что они выбрали этот мир и эту дунью. И занимают дома ауховцев, будь то лакцы, будь то аварцы. И они ответят за это перед Всевышним Аллахом. А если даже на таких простых вещах между мусульманами нету никакой договоренности, то о чем говорить? Да, Юсуф, я имею в виду сейчас же не времена Айсы. Споры, строительство, у кого круче башня, у кого выше башня, у кого круче машина, у кого жены красивее, сколько их штук. Вот это будет всегда. Всегда было, всегда будет, наверное, так. Сейчас просто лошади заменили на машины. Машины, когда уже не так круто, заменят на самолеты, яхты, как это делают олигархи. И вот так до скончания времен всегда было, всегда будет. Проблема в другом, что ты купил машину. Я не завидую никому, у кого там есть крутые машины, яхты, самолеты. Валлахи, не завидую. Если мне Всевышний Аллах предписал, оно у меня будет. Если нет, то нет. Значит, в этом есть благо. И Аллах знает лучше. Я надеюсь на все, что есть у меня или будет у меня.
от Всевышнего Аллаха. И когда люди говорят тебе там, как с деньгами или как положение, я всегда говорю, если написано, Всевышним будет. Если нет, ну куда идут? Даться. Просить, плакать мы не будем. Не из того теста сделано. Что касается смерти, скажу, что есть одна черта у нашего народа. Воистину, чеченцы ночи презирают смерть. Не сильно ее боятся. По крайней мере, простые люди. Презирают смерть. И если бы не было так, может быть, мы бы не воевали столько. Может быть, психология была бы немножко другая. Более такая рабская. Но зная, злой Изя никогда этого не поймет. И он сказал, какой смысл вы там воюете, если потом сдались? Нет, есть время, пока ты пытаешься сопротивляться до конца. То есть ты не сразу лег, там, поднял ноги и пытаешься там бросаться. Как-то этот стиль называется, я не знаю. В боях без правил ты ложишься на спину и ногами бросаешься. Ага, еще больше бы нас ненавидели, и Черхо. Но что изменилось в Грузии, Ваша? Ничего, Америка далеко. И Америка это такое государство, у нее всегда приоритеты только их национальные интересы. Вот. Что касается... всего остального, даже не знаю, братья. В греплинге там, я не знаю, греплинги, где на спину сразу ложишься и ногами еще там кувыркаешься, а что бросаешься. Я не знаю, как это стиль называется, но цул был, что еще приемца генахсум падает. Я не знаю, конечно, может, я не спортсмен, поэтому. Ну, или ты, вставай, или упади. И мы стараемся, и когда понимаем, что уже все, уже надо как-то выжить, тогда уже дэгчуавай признаться, да, кюэрчуавай признаться, да, цанкепар бърт бабиез юдерс дезоле соуцкой. И нету в этом ничего постыдного, потому что, дальше как? Целящее сопротивление. Лежачих дебют. Какие-то такие вещи. Саг, я не знаю, как этот прием называется. Ваша вала, не знаю. Алейкум салам, Рамзан. Толерантно, уя. По отношению к чему, кому, капитан Арктик? Не знаю, с историей, конечно. Ваша, взаимно. Из старых подписчиков, братьев. Один брат это Рамзан. Ай. Алейкум салам. Я вешу 125. Весил.
Не знаю, сегодня сделал прическу, килограмма 4, наверное, в моих волосах было. Ну, где-то 120, наверное, теперь. О, мисс Австрия появилась. Цахил Далон. Давно старая гвардия собирается. Странно даже вас видеть сегодня. Не знаю, Ширвани. Связи, говорит. Там, да и на связи, говорит. Да нет, Рамзан, в принципе, смотрю на вопросы, если есть что ответить, отвечаю. Если есть возможность, конечно. Рамзан, я, конечно же, издеваюсь, какой 4 килограмм на моей лысине волос. Это был сарказм. Поскольку меня называют некоторые балаболки, говорят, что я сам себя назвал историком. Бедные. Но я никогда себя не называл ни историком, ни кем другим. Больше всего, конечно же, меня удивляет, когда начинают упрекать, конечно же, в самых таких смешных и абсурдных вещах, касаемо там, я не знаю. Помолодел, может быть, немножко, пошла брат. ДРС хилуша, Аллах дал сидуэл. ДРС хил. Донаты пойдут сейчас, ух, как пойдут. И Черхо, ты говорил, что донаты пойдут еще минут 40 тому назад. Но ни одного доната как не было, так и нет. Так что, брат, ты уж прости. Но я думаю, что это далеко не так. Смотрю на себя и думаю, состарился совсем, но не поумнел. Читаешь, пытаешься сделать что-то в этом мире полезное, но ничего не продвигается. Адро, Германия, салам алейкум. Карты нет, как назло. Али, от тебя ничего не надо, цавешун да резхилуша. Я знаю, суна хадег ходир дарихасун, Аллах сиди дуэла, цавешун да асадуэл. Хасану учу наоборот сададал диеш дари. Но пока Аллах тяшну сатажимат эту балари асун цаума куади дацер. Ну, пока это он шдикбац, несмотря на то, что укол вроде бы здоровый волш хилдизери, но есть моменты, которые я тоже не могу объяснить в связи с тем, что он запрос мацаятло ирхудуда хангцаятло ба запрос. Адро, Германия, не знаю. Хажал кьечарик запрос, я отлой, может быть, у меня что-то не то. Кто-нибудь отправьте запрос, проверим, я отлой, доходит ли. Дон Хуан. Тут снизу какие-то свои батлы идут вообще. А ну, давайте посмотрю.
فرعون ولا حق связи велик. Запрос дошел. Я план башла. Все, да, духва. Хол, ауyu, شو ديسل بقدك. So balkon, يعني маршал بيشوي على balkon والواجب محكي. Кхехтан. Все. Цак беша, ау, цак балкон, ау. Все нормально, живем. Все нормально, идем ко дну. Аллабах подводник, вот, сунидайн. Мега. Нормально у тебя все, брат? Маслом дик дол амла. Салам маршал до масло нохчич вол нохчич. Дерес хил, да, духва, ахуал. Все, ваша. Дик-ду. Связи, духва, да. Так, Адру Германия, Оша, я принял его, как видишь, он дошел, у него связь хорошая, видать, а он с Германии, из Германии у него дошло, не знаю, что к тебе не дошло. Я говорю про прямой эфир, спрошу сейчас, а то так сильно переживают, что дошло, я когда говорил, некоторые думают про деньги. Не про деньги речь про прямой эфир. Вот. Не отчаиваюсь. Я, как тебе сказать, я знаю, что должно что-то хорошее произойти. Я знаю, что что-то должно поменяться. Собрих или вези хасон. У меня вот такой промежуток времени очень большой проходит собордя, что и собри больше хитцица. Не студается тишь больше. Но время идет. Я, как говорится, не молодею. Хотя, знаете, честно скажу, наверное, мог шмеш хильчани. Когда дегем холдается. Главное, чтобы мама была здоровой. О, динен чайок шофена. К сожалению, отца я не успел как-то уберечь. Хотя бы. О, сегодня поступил донат от брата через PayPal. Один донат есть. Значит, европейская братва про меня не забыла, как говорится. Поддерживает брата, как говорится. Да, сада, ваша. Да, лухва, ахуал. Да, лабудишнак, изашка, соуда, кил. Сейчас пока с вами говорю. Сегеном самогатэшвизе. Это самое простое, что можно сделать. Сегеало это самое простое. Вот. А так. Дикнете, да? За границей нас поддержит. Но один брат мне всегда, вот его шу, сон, что анонимно хаяет, что донат вечно. Эла сухаху, ща эфиря вошкайна. Кауза донация читает вечно. Жени на поддержке. Алло, вы. Аллах, да, духва, ахуал. Дайте кричание. Обычно такие братья бывают, но стоит им найти кого-нибудь, они пропадают. Захожу эйджа, макариня, ташполе, боуш, сундес. Как говорится, надеюсь, что не потеряем. А так, тик-дик, сельду пошлам, иншаллах. Мухаммад Вашру.
Satüs ko dik chumni. Beltüs. Dikne kıldılar satüs. Kıla sala işt. Hay. İmbir yürü. Hay imbir ne. Diyaham. Hay çekeş doğa imbir sani. İğalç el hay duy. Çok bol koyun. عشانك حضرت يا Оша, воем, давай. Все, что мы знаем, мы пытаемся сохранить. Я пытаюсь сохранить через вас. Я очень сильно переживал в последнее время. Сяла она уже. Вот я с вами час-другой. Единственное, за что я переживаю, мое средство коммуникации. Вусаки Ковашу. Еще 3 брата. Я самый старший. Башлам. Ищи каратист. Кырми червяный. Мелчи утешающий. Ищи. Давай. Это Лариса Николаевна и Бузултан, Руслан, Абадиев, Лаца, мой царь, Лац. Сумой лошвой, легкой. А ты лош уса. Он поддержал видео сами. Но своя хаятиншина, вяло здесь. Надо быть таким. Особенно с наложенным звуком. Или звук яц. И чёрный кельсон. Чёрный звук. И вот. И кто-то еще задонатил. История. Царь уже. Я же сказал, я никогда в своей жизни не хожу туда, где дагасан сатигадуах ахчдается, это баца. Я никогда не хожу ни в магазины, не хожу ни в какие места. Вот такие имеется в виду. А насколько я знаю, это было платно. Меня там не было. Пока, как говорится, режим. Тигри, Маршал, Хельвизор, наверное, они были там. Нет, там точно не было. Палочку сушишь, лучше. Сушишь, я тебя палочку пойду. Как говорится, мастера на все руки доходят. ما ترتاح على وين قالهم فقير ايه بياكلوا شعبي بالبركة все своими руками, все как в старинке, да? Это незагнивающая Европа. И от Расула дана وشو رسول عدنا تساير دا دقوا أخوان الرسول عدنا تيان وشا если سيغوب دوش دا تساح Зучина, ты знаешь, когда ты не можешь сам делать свои дела,
شو واحد دايك تصدق ولا حا عزوت شو نادون دات. Я никогда не рассчитывал на кого-либо, только на свои силы. Всегда будь готов к тому, чтобы можно было... Ай-ай-ай, свободы. Рассчитывай только на свои силы, как говорится. Ай. Если ты готов сам ко всему, и жена будет, и деньги будут, может быть, и машина будет. А если ты собираешься, чтобы все делала жена, ни жены не будет, ничего не будет. В этом процессе должно быть всегда два человека. Цундера. Я всегда рассчитываю на свои силы. Не всегда, конечно, получается, но сатющий вечно везвящий, ахальцедини, вальсадини, мошо. Шикук душикуак бу. Да, рахуэлен. Варчел, сайкук салахчу. Инвалид 20. Мог швот швац. Хай гёршей ходи и дука. Жена сама приходит на шею сесть. Не, ну на шею ко мне сесть не получится. В любом случае это очень высоко. Я все-таки не такой уж и маленький. Без малого ей придется залазить с лестницей ко мне на шею. 1,90 м. А так, да. Так и написано. От Расула дана сообщение пришло. Вот. А в остальном, посмотрите. Похож я на себя? Тут я, правда, это весна 19-го года. Башлам, ты слишком усложняешь, ба? Да нет, я просто много философствую. Не усложняю. Да, мукш мяш лахтуалом. Да, резко вроде. Да, да, точно. Ну да, тхун я он целит, валха. Айса, ты тоже одиночка, сам кушаешь. Я не слышал хоть раз, чтобы ты говорил. У меня было видео, да, с Канти Динахихар. Башлам, знаю девушку, у которой рост 2 метра. Нет, 2 метра это, конечно, не надо мне. Тем более 45 лет, это уже ты, это не мое. Я, конечно, сам не молодой, но 45 лет для меня это не моя тема. Это вообще не моя тема, я бы сказал тебе. Ну, аминь. Я тебе благодарен. Но я как-нибудь сам. 2 метра. 2 метра это хороший результат. Башлам. Саваш волчул сабаж валархал. Башлам, я 12 лет как уже не один. Я понял, что ты не один, но ты же нас не зовешь в гости. Вечно галнешь, шо, цадык не шо, а никогда в жизни не зовешь. 2 метра, 45 лет и рыжая. Ты меня убить собираешься, что? Прямо морковная, ну. Может, она хорошо сохранилась, выглядит на 25 хотя бы. Терки человек, салам маршал, ну. Давай. 45 лет, морковная. Ты меня просто без ножа режешь.
За что я так провинился, Дион? Ну, 2 метра, это, по крайней мере, я чуть-чуть должен голову поднять. Это понятное дело. Ну, морковный цвет, это уже, конечно же, Башлам, 5 лет назад точно зудьялуш, майор. Рыжие опасные. Да. Хаялуш, асьялуш 5 лет тому назад. Ох, сколько раз я это говорил. Башлам. Но и ты не выглядишь на 20. А, вот это уже феминизм. Это уже феминизм. Я могу выглядеть и на 30 лет, но если я женюсь на 30-летней, женщина быстро стареет, к сожалению, чем мужчина. А мужчина раньше умирает. Ты представляешь, насколько... Нет, ты не поймешь меня сейчас. Это до добра не доведет. У меня и так мало подписчиц и сестер. Все убегают от меня к маршу. Так что я не хочу оставшихся растерять из-за тебя. Я, конечно, может быть, и вполне справляюсь со всем. Ну, алейкум салам. Но все же я отношусь к патриархальному строю намного лучше, чем к матриархату. А то, что ты говоришь, равноправие полов и возрастов, это вот как раз-таки эмансипация. Я против того, чтобы это было так. Женщины должны быть немного младше, чтобы мужья их любили сильнее. И если муж будет старше своей жены, то он ее будет любить больше. Если они будут на равных, то это будут вечные споры. И если жена будет старше, то это полный капец. Значит, он вышел за нее замуж, а не она за него. Ну, если это, конечно, не любовь какая-то такая. Не знаю. Ну, может быть, да, сексист, согласен. Старше это... Я в этом плане придерживаюсь четкой политики адатов наших предков. Адаты наших предков всегда четко в этом плане регулировались. Муж старше, жена младше. Если между ними 10 лет будет разница, то считай, никаких измен, никаких лево-право, третье, десятого, ничего подобного не будет. Он всегда будет любить свою жену, будет оберегать ее. А малолетки – это процесс, дело молодое, любовь. Эти вещи быстро проходят. Вася, там, Валентинки, цветочки. Лет 5-10 вместе поживут, уже начинается вот эта балалайка. حصون بالي يلا حصون بالي يلا هوني دعيغتي سعيغتي мамиغتي. Ну, конечно, все зависит от процессов финансовой возможности. Если жена богатая, муж подкаблучник. Если муж богатый, то бедная жена должна согласиться или со второй, третьей, четвертой женой. Ну, непочатый край. А возраст, именно вот в нашем консервативном обществе, всегда была разница между мужем и женой. Это, кстати, исторический аспект. Потому что, когда мужчина чуть взрослее, он всегда очень хорошо относится к своей молодой жене. И очень ревниво, и очень бережет ее. И всегда это было. Ну, влияет, Эрнест. Еще как влияет. Не надо мне говорить, что не влияет. Я прекрасно знаю, влияет или нет. Стоит посмотреть один только чеченский ролик, там уже понятно будет. Дедушка, который 80 лет даже смотрит на 20-летних, это Непал. Это, к сожалению, реальность современная. Так, чуть не выпил. Заговорился с вами. Тема закончена.
4 года? Нормально. Нет, сейчас-то много, может быть, и сверстники нормально быть, но если вы говорите об истории, я вам сказал про историю. Раньше было так. Сейчас все поменялось. Сейчас глобализация. Сейчас через телефон знакомиться, я дайовает. Все через телефон. Халхам хенести юэди, хазда хотты. Что Башлам, эс хайн я это не хумнаш лец. Мацбюц. Хумнашиш. Тимур, все, вспомнил. Сразу ты обалбяш, свобода десом. Ты обалбяш, акаситься адиц пока ищет там. Свобода десига. Так, тему про жен оставим. Вы меня сейчас завели не туда вообще. Давайте поговорим на другую тему. Вон Амина мне нашла 45 лет, морковного цвета, 2 метра роста, уже все. Оставим. Риторическая минута отступления оставим. Да, про хазарский каганат, конечно, сейчас в последнее время очень сильно поднимаются вопросы, типа о хазарском каганате, о якобы возрождении. Кстати, есть такая тема по тому, что говорят, даже некоторые, вот эти 2 компании были задуманы якобы евреями, чтобы чеченцев уничтожить, ингушей уничтожить, чтобы на этом месте возродить хазарский каганат. Вот такие сказки тоже рассказывают. Башлам Жимулша Милхлярхом. Я прекрасно помню с 15, с 14 лет, какую профессию я для себя выбрал. Прекрасно помню. Первая, конечно же, профессия во 2 классе, которая мне понравилась и которой я говорил, что буду, это был профессия директора, неважно чего, я должен был быть директором. Это было во 2 классе. А вот уже более с 14 лет а вот с 14-15 лет и по сегодняшний день я, конечно, нисколько не передумал, но все-таки это была мечта, остается мечтой. Это был адвокат. Профессия адвокат. Видел я в видео, про которое ты говоришь, что Сагит Пашу ставит противовес не Кадырову. Не надо говорить, что не Кадырову там говорится. Там говорится противовес Грозному, который набирает якобы авторитет в Ауховском районе, и происходит сближение между ауховцами и официальным Грозным. Вот так говорится в этом ролике. Не знаю. По мне, я думаю, его просто-напросто сейчас уже все начали забывать, пытаются поднять. И, думаю, за уши притянута эта тема. А официальный Грозный ничего не усиливает. Официальный Грозный всегда относился к своему народу, который проживал в Аухе, очень хорошо. И никогда от него не отказывался. И всегда говорил и проявлял свои претензии. Ни Даудов, ни руководство региона никогда при любых встречах, когда затрагивался этот вопрос, не отказывались. И всегда напоминали, что дома, земли, в которых жили и живут ауховцы, незаконно удерживаются сегодня представителями соседнего региона, аварцами и лакцами. Об этом было всегда. Это с тех пор, пока эта проблема существует. И это с 90-х годов видеоролики вы можете посмотреть. Это идет давно. Это всегда было предметом, конечно же. Об этом говорили все президенты и все руководство. Никто от этого никогда не отказывался. Почему сегодня якобы в этом ролике упоминается? Я думаю, что они
на ровном месте просто понимают, что сейчас не Сагит Паша, никого тут уже забыли, некого говорить, не про кого говорить. И вот решили опять поднять тему, чтобы типа якобы там поднять авторитет. Отец нации. Какой отец нации? Какой нации? Аварцев? Ну, отец нации больше, чем Сагит Паша, намного больше авторитета и в мире узнаваемый Хабиб Нурмагомедов. Это бы я еще мог бы понять. Молодой, принципиальный, там, боец и так далее и тому подобное. А этот уже это... Все время IT-технологии Хилхуксо. Хотя юриспруденция диплом до в Тюменского Сибирского сказали, что хорошо. Да, Тимур, я тебя понимаю. 2 моих тоже можешь себе забрать. Вот. Я думаю, немножко они утрируют. К сожалению, сегодня и для всего Кавказа более авторитетными руководителями всегда являются это вот бойцы, узнаваемые, авторитетные, олимпийские там и так далее и тому подобное. А это то, что там в 90-х годах сопротивление туда-сюда, это уже закончилась эта песня. 90-е годы давно уже за спиной. Сейчас бура рвется в бой молодое поколение, которое намного хитрее, умнее, наглее. А эти разговоры о том, что мы вот показали, тогда доказали, никто ничего никому не показал. Все, что показали, это показали мощь вооружения. Вот. Когда у тебя вооружение, ты можешь, в принципе, и не воевать, а отправлять ракеты по координатам столько, сколько надо. Поэтому не нужно, конечно. Я вот ответил на твой вопрос. Але у каждого свои мечты. Статистика такая. В чеченском городе Хасавюрт и 3% нету чеченцев в госработах, в бюджете руководителей. Откуда статистика у тебя? Ну да, я знаю цифры, какие там есть, но откуда у тебя статистика такая? Там дело не в Хасавюрте. Дело вообще во всем, как говорится, между речью Терека и Сулака. Или Аксая, Сулака и Терека, пускай будет так. Да, там, не поверите, но я смотрю только канал History, и там охотник загнал пуму, или пума, или как это называется, на дерево, и вот отвлекся я немножко. Поэтому, потому что я знаю. Ассаламу алейкум, Вазри, Башлам, рад тебя видеть, Мухаммадшал. Татар Сулейман, алейкум салам. Мокшауш, нормально, и вот держимся пока. Лейла и Танцания. Но хвала Аллаху, я столько мест увидел на родине, пока работал водителем. Почти во всех селах побывал. Видишь, во всем есть свое благо. Во всем есть свое благо. Сегодня очень странным, добрым был эфир.
Хан Сомер from Nice. Шеха Нюмасумана. Добрым был эфир, потому что в пределах 60 человек. Не бывало, не пребывало. Старая гвардия тоже подключилась. И это, конечно, очень радует. Но надо все-таки, как говорится, завтра, наверное, тогда я уже эфир не сделаю. К сожалению. Буду больше читать, писать и, наверное, публиковать. Нет, НТВ я не смотрю, и про животных я тоже не смотрю. Я сказал охота. Нет, он выживанием занимается, то есть в горах, это вот американский некий аналог, выжить, остаться в живых, они охотятся в места, где забивают, это такое. Повадки охотника. Башлам, а сколько лет ты в эфире, Ханифа? Я в эфире уже 4 года. Да, конечно, можно спросить. НТВ вообще не смотрю. Я не смотрю телевизор по-другому. Никакие каналы. Только History. Канал History. И иногда комедийный канал смотрю. Больше не смотрю никакие каналы. К сожалению, к радости. Не знаю, как правильно будет. Я больше по тому, как читать, писать. Это моя тема. Алейкум салам. Я Большая Азия канал смотрю иногда. У меня такого канала нет уже. Согласен. Ну, у кого есть триколор, там есть очень много очень хороших исторических, особенно про Урарту, хуритов, Египет древний. Показывают эти каналы, History называется. Там очень много нужной информации. Брат, каким ты себя видишь в пожилом возрасте, если на то воля Аллаха, мы проживем до глубокой старости? Я знаю, что я говорил вам, много рассказывал. Но, не знаю, в моей семье أنا цацы веха, шадик Аллах кираду, дейла Аллах резвоч кепар, цун хасхитар дош, цу магдир дош хумадя, давали арсу в старости. Но до старости я надеюсь написать, по крайней мере, книгу. Однозначно написать книгу про нашу историю, этнографию, географию. Обязательно. Книга, которая будет как назидание нашим потомкам, чтобы они знали ошибки всех предыдущих войн, нашей истории, как мы делились, к чему это привело, как наш народ погибал и наша Родина становилась все меньше и меньше за счет того, что мы всегда делились на вот эти проклятые части, тейповые, родовые и так далее и тому подобное. Вот. По мне,
указать их, указать важность, исторические карты, как она уменьшалась. Я не собираюсь и не пытаюсь говорить о том, что у нас все было хорошо в истории. Что вот все в историческом процессе от самого, там, не знаю, появления первого нашего размещения в Нахчеване, что с тех пор, что у нас все было хорошо, что мы вот такая вот хорошая нация, которая развивается. Нет, конечно. Нация сформировалась на протяжении тысячи лет. К сожалению, процесс формирования до сих пор. Я думал по работам Бирже и других исследователей и историков, что формирование нашего народа закончилось. Но сегодня я вижу, что оно не закончилось, далеко еще не закончилось. Назидание своим потомкам, чтобы не позволяли никогда в жизни обмануть их. Можно прямо указать в этой книге, какие нации, субэтносы, надежные нашей истории нам были, а какие всегда занимались подлостью, завистью. Указать, что вот этим людям не стоит доверять, поскольку наш народ больше пострадал от их мнимого, так называемого соседства или чего-либо там. Написать книгу, если получится, конечно. Построить дом, мечта большая. Очень хочу построить дом в стиле, именно в нашем национальном стиле, как наши предки. Если на то будет воля Всевышнего Аллаха, и обязательно построить у себя же, на своем же участке, хоть одну башню, и построить дом в стиле, национальном стиле Нохчи народа. Наверное, это все, о чем я мечтаю. Но остальные какие-то вещи, это уже от Всевышнего Аллаха зависит. Я имею в виду там жена, дети и так далее и тому подобное. Это все от Всевышнего. А эти земные вещи, это зависит уже от нас. Башлам, неужели у нас не так уж богатая история? Нечем гордиться, Аллах. Я лично рад, что Аллах создал его. У нас очень богатая история ваша. У нас очень богатая история, но эту богатую историю нужно развивать, ее нужно учить, ее нужно собирать. А таких людей у нас мало. У нас больше из области фэнтези и так далее и тому подобное. Может, и мне не хватит жизни, чтобы сделать. А я же не говорю книгу, если я сказал, там книга такая. Нет, я хотел бы, конечно же, от первых упоминаний, от каких-то косвенных доказательств, используя материалы, наработки Хасана Бакаева и других ученых, которые связывают, записать все, как и должно быть в исторической книге. Использовать Ягумбу и так далее и тому подобное. Написать достойную книгу, хотя бы 1010 экземпляр, и раздать в библиотеки по всей республике, раздать бесплатно всем. Потому что наша история, она не должна продаваться. Я не собираюсь на этом делать какой-то бизнес или проект. Я хочу, чтобы сегодня, с тех пор, пока мы вели эфиры 2 года, я слышу от нашего молодого поколения только одно. С какой книги начать изучать нашу историю? Даже если те есть, кто хочет или любит изучать свою историю, хочет изучать ее и любит свою историю, мы сегодня не можем сказать, к сожалению, вот одна книга, возьми от А до Я, прочитаешь, что там есть все. Промежуточные есть, там какие-то есть, может быть, или не историков и так далее и тому подобное.
А вот он взял, прочитал, вот, допустим, как есть в российской истории. Есть Карамзин, есть Соловьев, есть Салтыков, там, есть Гумилев. Раз прочитал, ты можешь сделать какой-то анализ от повести временных лет и до современной истории России. Да, большой промежуток, да, 900 лет или сколько там лет они говорят, что их история. Но суть не в этом. Такая же история должна быть у нас. Я не говорю, что у нас не богатая история. У нас очень богатая. Но, к сожалению, некоторые наши историки, думая, что они делают что-то полезное, фиксируют моменты, которые являются просто-напросто навязанной царской России, распространяют ее. А потом Сюли, Омки и остальные нам тыкают, говорят, вот видите, это не мы написали, это ваши написали. И ты начинаешь читать, ты удивляешься, как такое может написать Хап Омахош, Нохчовош, Нохчикира, Дуагдоша, Стаго и Санел, Кехт Муяздеду. Наоборот, опровергнуть, хай версии предложить, ер иштар, явуштар, ада ацариза. Если бы он был бы академиком, профессором и доказывал эту теорию, я бы мог бы понять. Но он сам, в принципе, не знает ничего, и он пропускает рецензию и говорит, печатайте, что хотите. Главное заработать. Так не должно быть. Так никогда в жизни нельзя сделать никакого государства. У нас никогда не будет никакого государства, если мы так будем относиться к своей истории, к своей географии, своей этнографии. Никогда. Мы не сможем построить никакого правового государства. Зависимому, независимому, без разницы. Мы все время будем использовать чьи-то труды. Вот в чем проблема. Да, этих книг и так уже достаточно. Был только Лаудаев, за Лаудаевым сейчас еще один. Мало того, что про нас такое пишет, там, я не знаю, царская плеяда царских там источников. Они нас называют варварами. Ну, понятно, это наши враги. Ну, как может наш же человек написать о нашем? Ну, вы думаете, это было только тогда? Нет, сейчас вот есть тоже какой-то Герман Садулаев, что ли, или кто он там, пишет там такие вещи, о которых даже стыдно говорить. Пишет о больных людях, представляя их чуть ли не всей нации. Эти больные люди были во все времена. Надо быть умнее, надо быть, не знаю. Я не говорю, что вот я один появился сейчас, я умный, а остальные глупые. Нет, наверное, это было все время на протяжении. Я вот разговаривал с этим профессором и говорю, может быть, ты вот патриотично настроенный, может быть, вместе с тобой давай книгу сделаем твою. Ханяча, Охкуща, туда-сюда. И называют разные фамилии. Ну да, я этих всех ребят знаю. Они со мной учились, там некоторые со мной учились. Я это все понимаю, но они не он. Я вот с ним говорю, он вот указывает мне на какие-то мои ошибки. Вот здесь так не делай, вот здесь так делай. Поэтому надо понимать, надо осознавать эти вещи. Всяких больных дебилов и имбецилов, извините меня, которые судьбой обижены, там, мама бросила, папа бросила, из-за этого там писать про наш народ, что мы там такие-то, сякие. Я считаю, что это несправедливо. Я не сужу, я не говорю, что весь русский. Я говорю, одним из самых пострадавших народов, вот данная сегодня ситуация в России, я считаю русский народ. Я реально считаю, что русские вообще ничем не владеют сегодня. Вообще. Это самый пострадавший народ в России. И могу ли я судить всех русских там по одному тому, который там написал что-то плохое про нас? Нет, не могу. Есть очень добрые, хорошие, отзывчивые люди. У них свое верование, они живут у себя дома. Вот. Но одно дело
когда у тебя нация состоит из 100 с лишним миллионов, а другое дело, когда у вас там 1,5 миллиона, у тебя появляются мини-Лаудаевы, которые для того, чтобы прислужить Москве, пишут все, что угодно. И рассказывают, что был трафарет в городе Грозном, где было написано «Татары в Казань, русские в Рязань, ингуши в Назрань». После этого ты, конечно, перестаешь уважать таких людей. Но где ты видел? Есть люди, которые клянутся на Коране и говорят, что такого плаката нету. И у меня вопрос. Если он был, где он был? И готов ли ты поклясться на Коране? Зачем ты порочишь всех? А если это было реально, то поклянись, скажи, я лично видел, я клянусь Всевышним Аллахом, что в этой местности было это. Тогда можно это очень просто решить. В какой местности это было, найти человека, коренного жителя, который в этой местности проживал, а в любом случае 1-2 человека там будут жить. И спросить, это правда или нет. И все выяснится. Я спрашивал многих коренных жителей. Валлахи, Аллах, я спрашивал заводского района многих коренных жителей, взрослых людей. Спрашивал Старопромысловского, спрашивал Ленинского, спрашивал Октябрьского, спрашивал. И ни один человек, ни на одном объекте, ни на мосту, ни на высотке, нигде не видел этого трафарета. А Фаргиев и ему подобные, которые сидят за границей и вечно ноют и пишут, что мы мини-Гитлеры, потому что я просто-напросто указал какую-то карту, которая гипотетически указывала, какая была раньше территория. Он говорит, вот они амбиции чеченцев, они до моря хотят. И такие защитники они стали, прямо вот эти европейские бывшие граждане ЧССР, стали защитниками Сюля и говорят, вот у них амбиции выход на море, вот вы видите Сюля, и пытаются поднять еще, мало того, что ты сам аферист, еще пытаются поднять и нам соседи. Ща гумак аста двинулся, кричать, прибегать даже. Это, конечно, весело. Ну ладно, и так пойдет. Вот так, господа мои хорошие, дела состоят так. А зачем хотеть, если есть оно наше? Я не понял, что ты говоришь вообще. О чем ты говоришь? Вопроса я не понял. Наверное, вам нужно дать отдохнуть. Да нет, Руша, у меня осталось 12 минут до конца эфира. Больше у меня трафика нету. Со всеми моими возможностями, к сожалению, я больше провести эфир, по крайней мере, в ближайшее время не смогу. Поэтому прошу прощения, писать, что-то делать я постараюсь, но больше не смогу, потому что у меня пока так как-то. Если положение будет чуть лучше, постараюсь изменить. А так сейчас я готовлю один проект, если получится. К сожалению, рассчитываем на лучшее. Фантастические рассказы это хорошо, только главное, чтобы люди понимали, что это фантазия. Смотрел, как сын Скит пошел решает закон. Не смотрел. Я многие вещи не смотрю.
Вы знаете, мне во всем Дагестане из всей политической обстановки волнует только одно. И это мои братья и аух. Остальные какие-то политические баталии меня не волнуют. Это не мое дело, потому что это меня не касается, там нету. Кумыки, аларцы сами между собой разберутся. И я считаю, что каждый человек в данной ситуации, если у кого-то что-то происходит, только в качестве маслаата может вмешиваться. А по другому вопросу вмешиваться не стоит. Какая бы эта разборка ни была, что бы там ни происходило. А так, это будет неправильно. Да, я слышал, что есть большие претензии у кумыков. Большие претензии есть у нагайцев. Есть у каждого народа претензии. Но стоит ли туда вмешиваться? И правильно ли это? Конечно, нет. Дагестан это отдельный субъект. Если это не касается непосредственно моих братьев, то бишь ауховцев, то бишь мой народ, значит мне до них просто я могу сказать, маслах делайте, братья, и все. А так вмешиваться, не, извольте. Короче. Ишт хамаш дукшун везре. Так, отвечу на последние ваши вопросы. У нас 9 минут до конца эфира. Дальше я вам дам побольше времени отдохнуть. Так сказать. Наверное, пока в ближайшее время я буду отсутствовать. Сделаем приятное нашим братьям-нарнийцам временное прекращение эфиров. Поэтому 9 минут, да, Ваша. У меня больше нету, к сожалению, ни трафика. Я зашел сегодня, чтобы ничего не говорили, а то начинают говорить, что вот слишком поздно ты собираешься. Сделал эфир сегодня чуть раньше. Половина, 22:19, кажется, я зашел в эфир. Вот, и постарался, алейкум салам, пообщаться. Конечно, хотелось поговорить побольше об этом, но, как говорится, это маловероятно. Наверное, несколько тем по поздравляю, если у тебя безлимит. Что я хотел сказать? Надеюсь, что ответил на ваши хотя бы некоторые вопросы. В директ пишите, постараюсь ответить. Сторисы постараюсь тоже забабахать, а в основном будем писать. Буду писать, как получится. Я не знаю, Ханиф. Это сацажим боли. Телефон ума не сейн. Батарея хейцается, у меня еще быстрее телефон накроется. Я постараюсь. Телефон хейцу, батарея хейца ажрусу. Телефон хейца вариант театра. И посмотрим, постараюсь. Всегда ажрусу. А так, всегда на связи, всегда с вами. Ваш покорный брат
друг. За меня не переживайте. Всем моим братьям, сестрам, которые переживают и которые прислали мне видео, оскорбляющие меня, он генерал. Прошу не переживать, не думать. Аллах тешу, мой ума шекладац. По каждой секунде я мог бы ответить, я бы мог бы разнести в пух и прах. Но больной человек, что ты поделаешь? То, что он взял мои фотографии, там наложил там на плечи, на голову сыр и так далее и тому подобное, это, конечно же, нисколько мне не оскорбляет, ничего не делает. Щена, оране, щенка жду. Чем больше людей будут видеть это видео, чем больше людей напишут обо мне неправду, а они напишут неправду, конечно же, они больше себе грехов возьмут. Не мне. И я от этого буду чувствовать себя только лучше. Почему? Да потому что Всевышний Аллах убережет меня от всего зла и от того, что я не делал и не говорил и не подразумевал под этим. Конечно же, он убережет меня. Это умана ассоциативно. Нет, у меня не уставший вид, просто я сегодня и поспал. В принципе, неплохо. До часов так вечером. Нет, я так-то проснулся, ламу сделал, а потом опять лег спать. В обед лег. После обеденного намаза, как раз ко времени обеденного намаза я встал. Нет, просто некоторые темы меня немножко выводят из себя. Я хотел сегодня, очень сильно хотел поговорить о некоторых моментах истории Кавказской войны. Но, к сожалению, я увидел, что многим это может быть неинтересно. Да и прямо такого желания не заметил. К сожалению, Ханифа, может быть, пессимизма у меня нету. Я больше реалист. Это уже немножко сложно. Руслан Моша, Аллах дал сейду, Аллах дал духу ахвала. Я знаю, это нет то швоя хасу, но за собор дерем я таукар вятия. Подейзай умш. Я такой, потому что вот этот уерез. И там 0,7 умер очень американский. И хаса хочет, он есть грустный. А так бы я сейчас с ним, может быть, был бы веселым, с топором в руках, да на своей 0,7. Ты кермоса. Ты же понял, о чем я говорю? Вот 1 марта, понедельник, день джигита, допустим. Что мне делать на день джигита? Я разве не джигит? Вот скажи мне за собор, что мне делать, что такое, как мне быть на день джигита? В следующий эфир расскажи, Башлам, кому мне интересно, нажать не будем. Там такие моменты немножко сложноватые, СОП 095. Это очень сложные моменты в нашей истории. Там детальное описание идет. Детально, конечно, я не буду этого делать, поскольку это может задеть немножко. И реально я знаю ментальность нашего народа. Поэтому я увидел сегодняшний вопрос и не стал продолжать. Хава 095, Чава 095. Спасибо.
Это ты четко так отмазалась, Чава 095. То есть это вот обозначает, хорошо, что ты и так джигит, тебе ничего не нужно. Поскольку настоящим джигитам не нужно никакое, ничего. Хорошо, хорошо, Чава. Если бы вы всегда думали только бы так, было бы неплохо. Ну да ладно, я-то шучу. Ну что, господа, Хава Юсуба. Я думал Чава, потому что буква Ч стоит. Мне помогла она Бая. Ну, я думал Хава, но если вот так пишется Хава, я буду знать. И прямо перед моим отключением кто-то задонатил, я не знаю кто. Ладно, оставил. Уважаемые, дорогие мои братья и сестры, я прям как президент России новогоднюю ночь выступающий. Руслан Моша, да, оставил, Адоната, да, Духуа, Хуэл. Я на телефон брата. Я хочу всех поблагодарить. Аллах, да, Духта, душу. Я хочу попросить прощения у всех, если я каким-то образом я устал, я ухожу. Я устал, я ухожу. Хорошо, хорошо ты подметил. Я устал, я ухожу. Огромное спасибо. Если я кого-то каким-то образом обидел, задел или что-то сказал, валлахи, биллахи, талахи, я ни на кого специально ничего не говорил. Цанна халамах етлаш. Аллах, это дол. Я лишь только за то, чтобы вот правда была. И в историческом аспекте искать какие-то моменты в истории, географии, этнографии. Огромная каждому из вас благодарность за то, что вы есть. Как сказал наш брат Ибн Юсуф, я устал, я ухожу, бахчини дайна. Я на связи. Если что, пишите. Постараюсь изменить ситуацию, если получится. Так, пока, по крайней мере. И тебе спасибо, освежитель воздуха. Всем желаю добра, любви, справедливости. С вами был ваш брат Башлам. Если что-то я ошибся, если что-то я сделал не так, вы пишите, я исправлю, поправлю в текстах и дальнейшем. Шумасан дерес хил бюстал дегали Аллах дала эту бойл, дала вай камма ларда кел хардака мукшал дюенал иман ислам вай масала. И Аюб задонатил, брат Аюб задонатил, Аюб да оставил, Адоната. Весечный Ашват, я не умирать собрался. Я здесь, но пока временно как бы буду в режиме офлайн, так сказать. Ищ ситуацию ушел. Эфир сохраняю. Если что, пишите, обращайтесь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. На этом мы заканчиваем свой эфир и надеемся на лучшее. Аллах даст больше.